пораньше выхожу. Икеа YouTube канал, пока будем слушать все подряд, то, что по новостям идет. Эшимбар. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Башкортостан, Татарстан и Украина. В данный момент сегодня будем разговаривать насчет Украины, которая в ТикТоке у меня, как говорится, так скажем, ответила. ТикТок Таулар, как говорится, бурно обсуждение идет и так далее. Я задал вопрос кое-какой, и исходя от этого вопроса, мы смотрим, как продвигаются ответы и комментарии от людей. Я это уже где-то уже высказывался в ТикТоке, тоже сегодня ответ давал. Но мы чуть попозже об этом будем говорить, Аллах верса. Пока давайте просто послушаем что-нибудь там. Вот, допустим, новости Кавказа идет. Давайте начнем с него. То, что есть в данный момент, я вижу. Или можно что-нибудь другое послушать, я не знаю. Ну, главное, чтобы что-то шло на фоне, да, а потом будем обсуждать более конкретно до мелочей. Я в ТикТоке везде как бы кинул, короче, видосы маленькие там, что именно Башкортостан Уфа деген каналымға отырсыңдар. О, Мухаммад, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. И вот, и чтобы так скажем, вот что-нибудь сейчас хочу поставить, я не знаю, что поставить, но вот самый сейчас эфире, что у меня идет, я не знаю, не подписан я даже, идет Грузия, наезд Кадырова на Бастрыкина, Кавказ, Сирия. Давайте вот его, Руслан Кутаев. Именно так обсуждает. Давайте пока это послушаем, а потом дальше пройдем по теме уже. Помогают в полицейских участках. Да, помогают неправительственные организации. Кстати, закон об... Да, новости Кавказа, ага. Вот это вот. Как-то нейтрализовать. Не получилось. Ну, чисто пока... Эти организации, их немало. И собирают деньги, и оказывают юридическую помощь и так далее. Но юридическая помощь, мы уже сталкиваемся с проявлением... Пригласил людей с ТикТока, я не знаю, придут или нет, вот хочу проверить, добавятся люди или нет. Вот именно в ТикТок кинул заявку, кто в ТикТоке может прийти именно на другой канал Башкортостан Уфа. Вот посмотрим, подпишутся или нет. Там 476 человек в данный момент. Юридическая помощь хороша, когда есть правовое государство. И да, сейчас у многих полицейских еще есть это, сохранилось, что когда юрист приходит и говорит, вот тут ты нарушаешь закон, и за это ты будешь отвечать. Сегодня начал пораньше, посмотрим на народ. Суббота, будут из Башкортостана, с Татарстана больше людей или нет. Посмотрим на, так скажем, российский народ. Кто может стать? Никто отвечать не будет. Потому что украинцы возмущаются, то, что Башкортостан с Татарстаном идут, как говорится, их убивать, а какого они должны помогать нам, чтобы пойти на Москву. Вот такая вот тема. Поэтому очень важно, чтобы... Да, в ТикТоке актив пипец, блин. Не поверишь, вот на днях только это сказал, вот сейчас 70 тысяч просмотров. Комментариев я не успеваю читать. 70 тысяч просмотров. Это вот на днях только его загрузил. Вот сейчас скажу, когда я его загрузил. Вот на днях я его грузил, этот видео. И пошло-поехало. Ну, я же выкладываю в Телеграм информацию. Вот это видео, вот оно как бы уже можно искать таким образом. Популярность. По популярности он уже встал вперед, как бы, да. Популярный. Популярности. Сейчас, секунду. Вот, не передвинулся сейчас. Ну вот. 70 900, короче, в данный момент сейчас. 5 декабря, там даже написано на нем. 5 декабря грузил, а сегодня 7 декабря. Представляете? За 2 дня 70 900 посмотрела. А с Башкортостана, с Татарстана, я не знаю, никого не поднял, короче говоря. Никого. Ведь я его копировал и в Ютубе загружал. Вот что обидно. Конечно, там половина комментариев украинцы пишут на своем языке. Зачем они так пишут, я не знаю. Я ни хера не понимаю украинский. Еле как пытаюсь уловить, что они пишут там. Главное, пытаюсь оценить, негатив или нет. Хз, негатив или нет, даже не могу понять. В итоге, короче говоря, где на русском пишут, я понял, что
нужно самим Башкортостана, Татарстана, также и Ичкерии, и Дагестана самим только вставать. Я же вам 1000 раз говорил, давайте не будем клянчить Турции и так далее. Вон, видите, Турция где-то там, блядь, ебется в Сирии. Она нам нахуй не интересна. И им мы не интересны, блядь. Они не хотят помогать нам, блядь, внутри России. Они у своих проблем хуево туча. Поэтому, как говорится, клянчить Турцию смысла нет. И поэтому я и говорил, чтобы украинцы тоже где-то там в Сирии, чтобы там херню не страдали, а помогли вот нам, внутри, приближенные в России людям, помогли нам, и чтобы мы достигли до Москвы. Само собой, помогли прям, что, соску дать, что ли, или что-то в этом роде, как они, да, откликаются. Нет, конечно, соску ничего нам не надо. Просто имеется в виду, нужно нас поднять, именно вот, может, меня, вытащить, блядь, на обозрение, чтобы я мог сказать этим вышестоящим в Украине людям, чтобы они, как говорится, помогли, чтобы собрать народ. Так скажем, как это, ну, собрать народ. Вот этот момент нужно будет более подробно потом обсуждать. Имеется в виду, как это вот, сбор, получается, это русня делает же, как это, вот это, как... Контракт, на контракт сбор делают, да, вот этот контракт, но только не контракт, а чтобы создать какой-то, не тот, который рота башкирт, да, ведь рота башкирт, которая зовет людей, отсеивает каким-то методом, блядь, ебанутым. Нет, такая хуйня нам не нужна. Нам именно нужна такая тема, чтобы, блядь, нахуй, просто открыто, блядь, конкретно зайти на территорию Украины или как, я не знаю, обсудить насчет этого, чтобы нам дали, как говорится, вот подобие меня, оружие, блядь, чтобы мы уже, блядь, шли на Москву. Не могут они на Москву стрелять, а мы можем стрелять. Вот эту тему не могу изложить, блядь, нахуй. Не могу, блядь, правильно это, блядь, в голове есть. Не могу это дать, нахуй, этим украинцам вдолбить не могу. Вот сегодня буду вдалбливать, нахуй, 5-6 часов будем стримить, блядь. Итак, ладно, идем дальше. Примерно вот такая тема будет сегодня. Будем долбить, короче, не только Башкортостан с Татарстаном, и украинцев, чтобы внутри, в государстве, на вышке уже как-то посмотрели на регионы России. Они где-то там, блядь, дроны помогали дистанционно, блядь, или как они помогают сирийцам. Нахуя нам сейчас в данный момент сирийцы нужны, блядь? Внутри, блядь, бардак, блядь, на территориях бывшего СССР, блядь, и внутри России. Разобраться надо здесь. И потом, какие события должны там происходить. Вопрос в том, что к нам лезет русский мир. Ребята, когда мы говорим о революции, березовая революция, как сказал Вахтанг Борисович, это русские здесь пытаются сделать переворот и действуют против конституционного строя. Сосо Бабаев и все его друзья, они защищают конституционный строй Грузии, они защищают конституцию Грузии. Они защищают Грузию в правовом поле. Это нужно хорошо понимать. Защищает Грузию от наглого русского. Так, еще пока раз, послушаем, русский мир, я это отойду. политический проект Путина, создание СССР 2.0. Они хотят нас загнать в этот чудной барак, причем всех загнать. Вот, как раз. А мы внутри мы уже загнанные, блядь, овцы, которых надо, как говорится, поднять. Вот, Добочев ответил, поэтому главная агентура в Грузии, у нас российский ФСБ хороший список всякую чушь про американцев. Значит, что касается, если русские, вот этот Фокин пишет, если русские попытаются ввести войска в Грузию, украинцы помогут. Спасибо большое, но даже этого не понадобится. В Скандинавском регионе у русских находится группировка 40 танков. Такими силами завоевывать Грузию, я думаю, что это нереально, тем более армия, у которой есть джавелины, кстати, и у которых есть горные ущелья. Если бы в свое время у нас было. Я думаю, у грузин сейчас, даже в той же Украине, есть достаточно имеющих опыт, боевой дух грузин достаточно много, потому что я и разные мероприятия, мы со всеми знакомы, со всеми мы недавно, 2 дня назад обратно мы проводили консультации, грузинский легион и другие батальоны. Они в любое время готовы прийти, и скажу откровенно,
в случае необходимости другие кавказские военизированные военные подразделения тоже готовы прийти и защитить и стоять на стороне грузинского народа. Поэтому, я думаю, украинская армия даже не нужна будет в защите Грузии. Достаточно тех кавказских ресурсов, грузинских ресурсов для того, чтобы... своя армия. И, кстати, многие говорят, а что если они перебросят с Северного Кавказа? Это сейчас они перебросят войска с Северного Кавказа в Грузию. Это в этой ситуации они перебросят. А что они перебросят? Ну, там же у них есть какие-то войска. Единственное, что они там держат, видят, Чеченской Республики. Вот с чего, если даже мировая война, с кем бы они ни воевали бы, ну, чуть-чуть, может быть, уменьшают, но с Чеченской Республики они свою русскую армию не уменьшают. То есть это особое доверие к чеченцам. А что они оттуда перебросят в Грузию? Попробуют вывести войска оттуда. Ага. Мы увидим, чем все это кончится. Значит, Сергей Чуйков пишет, что Вера, спасибо, мне 60, и я в Гюмри, поймите, многие русские поддерживают грузинский народ. Если победит Грузия, значит победим и мы, фашистский режим в России. Абсолютно верно. И мы понимаем это, осознаем, и мы абсолютно разделяем это. И поэтому, Сергей, мы с такими людьми вместе и готовы рядом с вами пойти и сокрушить этот режим, который приносит зло и вред, и, откровенно говоря, преступлений против нас всех, и прежде всего против русских с пониманием, порядочных, адекватных. Вот. Конечно же, боты набежали. Вот они тоже на комментарии отвечают, но я здесь вот хочу свое добавить. 49 киши утра, Зуля Булавкова. Пока поздно мышь не повесится в холодильнике, народ не увидит, что произошло, спит народ. Грузины проиграли, очень жаль, нужно было Саакашвили защищать, а не сажать в тюрьму. Зуля, қайдан боласың өзің? Так, мында справа кишиюк вообще, получается, справа вызвал с ТикТока людей. Сейчас будут сидеть тут или нет? Или они все-таки вот этот канал увидят? Что я хочу добавить? Но в моей тактике Башкортостан, Татарстанда, который отряд будет собираться, вот который я хочу собрать этот отряд, там должны быть только башкортлар, татарлар. Все, вот наша нация должна встать и пойти на Москву. А с Кавказа, как всегда говорил, чеченцы и дагестанцы вместе снизу как раз прямо на Москву. Мы справа, они снизу, слева украинский полностью отряд, который как раз сейчас в Курске, должен добить его, как говорится, до Москвы. Вот какое окружение надо сделать, понимаете? Вот эту тему, как говорится, это, часами надо говорить в ТикТоке. Я там пару минут только говорил. Я не могу это все высказать там часами. Вот там надо пиздеть каждые 5 минут, загружать видео, потом его название давать ему, потом дальше грузить. Заебался, честно говоря. Лучше вот так в Ютубе говоришь и полностью не надо ничего вырубать, не надо ничего, загружать. Исходя от этого, вот поэтому, почему я хочу... Я же не могу, как говорится, вот как татары, Кашаповы ебаные, блядь, искать где-то, блядь, помощь в Турции. Турция где нахуй? Украина где? Сейчас в данный момент наша, как говорится, территория воюет, грубо говоря. Наши люди умирают в Украине. Исходя от этого, значит, нужно брать толк оттуда. Оттуда нужно гнать это все, как говорится, нашу шушуру, блядь, на Москву. Я всегда говорил, которые взятые плен башкиртов и татар не отпускать, не обменивать нахуй их. Их только, блядь, нахуй на Москву направлять. Первыми же рядами, блядь, первыми эшелонами, нахуй, направлять на Москву, блядь. Всем, блядь, надеть на руки, на ноги, блядь, кандалы такие, блядь, нахуй, чипированные, блядь. Если налево-направо, нахуй, бабах, блядь, нахуй, чтобы они взрывались. Вот такой тактикой только нужно, блядь, действовать. А не так, что, блядь, нахуй, сидеть, блядь, нахуй, муму ебать, хуй жевать чей-то, блядь, непонятно. Поэтому, излагая свое мнение, украинцы, надеюсь, поймут.
Поэтому я и говорю, свяжите меня с вышестоящими людьми, с кем можно говорить. Я буду говорить. Я буду с ними конкретно говорить. Не буду нахуй хуи жевать чьи-то там, блядь, нахуй, муму ебать. Конкретно надо, блядь, ставить цели и идти уже, блядь, а не муму ебать, понимаете? Муму уже Герасим ебал в одно время, блядь, понимаете? И чё? Народ вон, блядь, нахуй, жует хуй Путина. Ну, такое тоже бывает. Но мне нравится еще раз, что... Вот, пожалуйста. Бот очень этот самый, как его зовут? Творческий бот. Он не нашел ничего другого, как придумать себе ник. Вася Геладзе. Значит, слава ВСУ, слава батальонам шейха Мансура, слава полку Калиновского, слава РДК. Кавказ и Украина будут свободны. Я бы добавил бы сюда еще грузинские. Вот у них тоже уже тема закончилась, они начинают, блядь, отвечать на комментарии. Yüz kırk iki kişi утра. Kim bulsa da. Akmal, salam aleykum. Özbek misin? Özbekistan olga. Шейха Мансура сказали, но есть еще Джохар Дудаев. Да, тоже. Не будем забывать о них. Так, тут вопрос, скоро заканчивается полномочия президента, она сказала, что она не уйдет с поста, и что мечта нелегитимна. Считаете ли вы, что она может призвать армию на защиту? Армию на защиту можно призвать, если отморозки начнут стрелять в собственный народ. Да ее не надо будет призывать, армия сама встанет. Так, вот здесь добавлю, вот как раз сидит, оказывается, Акман, Өзбек екен, мен ham ярымым өзбек, ярымым башқұрт, татар. Как раз узбекам тоже кину, как говорится, палочку для размышления. В тот день везде завирусился видос, блядь. Видос. Даже Руслан Габбасов на всякий загрузил ведь индаимо. Буду говорить на русском. Вдруг сейчас вот те, кого я позвал, с Украины люди могут сидеть там, чтобы понимали все. Долблю уже, блядь, нахуй. Это я не знаю, блядь. Не, с детства, наверное, уже говорю об этом, блядь. Узбекам, кыргызам, таджикам постоянно говорю... Бить-то нарсана. Нехуй ехать подметать московские улицы, блядь. В тот день, блядь, загрузили видео. Я никак его руки не доходят, надо загрузить. В ТикТок закину и коммент кину на него тоже. Стоят, блядь, нахуй, как остолобы, блядь, куча, нахуй, узбеков, грубо говоря, в лаптях. Ну, не в лаптях, конечно, в грязных, блядь, сапогах из настройки. И там, блядь, 3-4, блядь, петуха из Вагнера, блядь, пытаются уговорить моих, блядь, узбеков на войну, блядь, против Украины, нахуй. Это что за нахуй? Блядь, если там подобие меня человек был бы, наверное, я бы сказал бы, туванлар, давайте, блядь, нахуй, бргеляшип, блядь, нахуй, ебанем этих, блядь, вагнеровцев и там же в бетон закатаем. В чем была проблема ваша? В чем, блядь, ваша проблема унижения? Я не могу понять вот этого, нахуя вам ехать, блядь, нахуй, в Русню, когда вот у нас кипиш, блядь. В тот день говорил только об этом, блядь. Каждый день это я не забываю об этом, блядь. Потому что, блядь, Курам и вот эти унижения, блядь, мне уже достали эти унижения. Вы уже заебали унижаться, блядь. Маерда ханча мана Европада яшаяппан, ишлемаяппан. Келилер Европага. Европадаям, блядь, нонилан топаслар, блядь. Ну, почему вы не можете этого понять, а? Почему вы друг другу не помогаете? Почему вы эгоисты, ебаные, а? Заебали нахуй, Каримны балалары нахуй. Я их называю Каримны балалары, блядь. Каримовские дети это, блядь, нахуй. Сейчас пошли уже Мирзияевские дети, блядь. Эти уебки нахуй. А мы СССРские дети тоже в свое время были уебками СССР. А сейчас, блядь, нахуй, весь, блядь, нахуй, Россияны басталар каримовские дети, рахмоновские дети и кыргызы еще, блядь, вот эти неотесанные нахуй. Которые, блядь, вытащили из тюрьмы своего ебаного президента, еще выебываются на меня, блядь. Вы, суки, блядь, кыргызы тоже, блядь, больно не петушите нахуй. Меняйте своего президента нахуй. Ебанутые, блядь. Рахмона тоже меняйте. И Мирзяева тоже на бутылку сажайте, узбеки. В Казахстане то же самое. Стукайка надо решать. Но Казахстан, само собой, как говорится, он идет
вместе с Башкортостаном, с Татарстаном совместно мы это все замутим, иншаллах. А дальше уже, блядь, Азия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, это ваша, блядь, проблема, которая сейчас стоит в колоссальном, как говорится, блядь, движении. Что менять надо свое ебаное правительство. И нам также. У нас-то один правитель, и даже на вас он правитель. Это Путин сраный. На всех он правитель. Правитель над правителями, блядь. Вот мы чем боремся. А вы свое гандона не можете побороть. Понимаете смысл какой тут? Двойной удар нахуй. Надеюсь, ответил. На защиту. Следующий. Почему бы тебе не знать президента Грузии? Ты сумеешь править? Нет, извините, ребята, мне с вами очень хорошо. И каждый должен делать свое дело. Если бы я хотел оставаться в политике, я бы в ней остался. У меня, значит, были все для этого возможности. И сейчас есть для этого возможности. Ну что, в принципе, ну вот опять Грузия 30 лет отделилась, причем здесь Россия. Вот в том-то и дело, что при том. В том-то и дело, что при том, если силовики не перейдут на сторону протестующих, русский мир не за горами. Почему армия и полиция не поддерживают оппозицию? Ну, во-первых, что касается армии и что касается достаточно большой части полиции. Значит, армия очень крайне недовольна властью и готова поддержать вообще-то, и армия, и часть полиции готова поддержать. Но вопрос, кого поддерживать? Как поддерживать? Должен быть политический центр, наверное. Так же не бывает, что мы возьмем и поддержали. И что дальше? Эти отморозки, которые там есть, они никого не поддерживают. Вот сейчас дослушаем, я отвечу. Которые избивают и... Поэтому... Были... Валикум ассалам, раматуллах. Чеченцы такие, какими они были, просто когда воевала с огромной ядерной державой, весь мир нас предал и занял позицию того, кто на нас напал. То есть Россия. Мне 17 лет, слава Чечне. Ну, насчет того, что весь мир предал, это не так. Но, к сожалению, того, что оказать, значит, как его зовут, оказать достаточную помощь, да, она не была оказана. И в этом, кстати, мы, о чем и говорил, кстати, Руслан, в том, что неопытность была, да, была неопытность. Короче, вот на тот вопрос я тоже хочу свое ответить. Вот смотрите, Фарагас, вот грузин этот сказал, что Гела, да, сказал, что нету политического какого-то движения. Инде Фарагас, бізге политический хеч нәрсе кереги yok. Политический, блядь, нахуй. Я знаю, что такое, блядь, в Узбекистане эти ебаные, эти оппозиция что-то хотела сделать. Всех ебануло. Все равно Каримова не смогли снести. Мирзияев пришел. Какая хуй разница? Медведев короновал Мирзияева, блядь. И что вы добились? Поэтому, блядь, украинцам тоже, вот, кстати, как раз это ответ украинцам, почему вы не можете и так далее. Мы-то можем. Мы-то можем. И как раз-таки, вот как Гела говорит, политическая тема нам тоже не нужна. Кто-то мне говорит, блядь, политическую тему надо было тоже вам делать. Или где-то там кто-то услышал, я где-то тоже. Вот как раз он об этом сегодня повторился опять. Нет, нихуя. Политическую какую-то хрень или там оппозиционную там или партию, вот вспомнил, партию, нам не надо ничего делать, нам ничего не надо сделать, блять, нам просто башкорт-татарға собраться, вот собраться, жиын жасарға, жиын мына, башкорт жиынын жасарға, собраться, блять, и пойти на Москву. Нам не нужны никакие нахуй партии, блять, какие-то сборища, какие-то хуйня, блять, какая-то, понимаете, не нужно нам это. Чё, блядь, нахуй? Мухаммад Пайгамбарымыз собирал какие-то партии, что ли? Он в каком-то веке жил, он партии собирал против своих врагов? Дайте-ка вот этот сейчас проголосует, ага, Гела там проголосует сам, или вот этот Руслан Айсен, Руслан Габбас сейчас проголосует, и мы пойдем партии. Угу. Они ждали партию, да? Чё за нахуй?
Вы какие нахуй, в каком, блядь, 21 веке живете и, как говорится, о каких-то, блядь, крутых вещах говорите. Да, вы в крутом мире живете, но вы-то не крутые. Поэтому, значит, если вы не крутые, нахуя вам партия, блядь? Идите просто, блядь, кулыгызга сәнәк, виллу взяли лопату нахуй и пошли на Москву. Вот, нахуя вам партия, я не могу понять, блядь. Поэтому, когда мне мозги выносят, блядь, вот почему вы не встаете, блядь, я встал. Почему вот Башкортостан с Татарстаном не встает? Вот им надо этот вопрос задавать. А этот вопрос я задаю вам каждый день, блядь. Через день делаю, блядь, стрим. Постоянно задаю. Распространяйте, говорю. Отрежь вот это, блядь, кусок, блядь, где тебе понравилось. Сделай скриншот экрана, запиши, скинь куда-нибудь. Распространяй внутри Башкортостана, Татарстана, Чечню, Дагестан распространяй. Хоть куда распространяй. Чтобы, блядь, нахуй дошло до народа, блядь. Наш враг, блядь, один. Москва, блядь. Для всего, нахуй. И кыргызам, и таджикам, всем, блядь. Понимаете, вот смысл какой. Когда вы, блядь, нахуй говорите, блядь, что ты нахуй там один, блядь, пиздишь за всех, кто ты такой, особенно с Башкортостана, с Татарстана начинает мне вот так писать, блядь. Я вот именно нахуй с Башкортостана, блядь. Вот кто я такой. Поэтому я, как говорится, я должен уничтожить Москву. Моя задача это уничтожить Москву, блядь. Пока эта сука, блядь, нахуй, не уничтожила наш народ, блядь. А вы спите. Вот вам, блядь, конкретный ответ. А вы не можете понять этого. Вам надо, блядь, принести все на блюдечке. Да, правильно возмущаются украинцы. Какого хуя убийцы украинцев просят помощи? Да, мы же убийцы украинцев, блядь. И мы просим помощи, блядь, у украинцев. Помогите нам против Москвы. Че они нам нахуй? Должны на блюдечке принести Москву нам, блядь? А нам что, не идти, значит, получается, да? Главное, мы идем убивать, а на Москву умирать не хотим. Нихуя, да, башкортлар, татарлар? Хитрожопые суки, да? Так получается, нахуй. Я только один лох, да, тут, получается, должен идти на Москву, блядь. Встаем давай, нахуй. Кутляргизга пока урыс китерып, нахуй, бутылку не засунул. Кутак башлар. Заебали уже. Поэтому необходима политика. Поэтому необходимо, чтобы мир действительно, значит, был за нас, ну или как минимум нейтральный, но вообще-то поддержал. Так вот. Большое спасибо, Руслан. Я думаю, что дальше уже идут такие... вот это интересный вопрос, подожди. Вот, ну этот дурачок. Куда русские собрались бежать из морских баз в Сирии, если пролив Босфор для военных кораблей закрыт? Ну, он не закрыт, под открытием Монтреаля не имеет права проходить. Да, вообще-то сейчас закрыт. Ну, поедут через Бобкот. Ну, они домой-то будут добираться наверняка, но в Черное море они точно не попадут, потому что Босфор для военной флотилии России, он закрыт. А куда побегут? Ну, скорее всего, они вот обходными путями куда-нибудь туда, в Мурманск или Владивосток, там, куда они там, какие-то Балтийские, Северные моря. Этот маршрут, я не знаю, но наверняка определят. Но точно сегодня я смотрел кадры, они С-300, С-400, вот эти ракеты ПРО, ПВО свое свернули, они уже убегают, и они, скорее всего, будут максимальной скоростью все это загружать на корабли и, скорее всего, покинут. Если вот эта тенденция динамики движения оппозиционной армии, она, если даже чуть-чуть и... Здорово, здорово. Спасибо. Так вот, если динамика будет продолжаться, пусть даже чуть ослабленная, в любом случае русским надо бежать. Латаки с точки зрения такой победы необходимо, потому что Латаки – это место, где проживают алавиты. Это, так скажем, родоплеменная поддержка вот этого тирана Асада. И здесь я убежден, Россия навряд ли так она сможет, как какой-то провинцию, как регион какой-то удержать
убежден, не сможет. Русским остается только бежать оттуда, и они это попытаются. Насколько успешно, это тоже вопрос. Время, и это время будет определять, сколько они смогут забрать с тобой, сколько они могут испортить, взорвать, чтобы не досталось. А мы же видим и в Хомсе, и в Хаме, и в Алеппо, они даже не смогли взорвать вот эти боеприпасы, оружие испортить. Это все попадалось в руки оппозиционной армии. Ниджат пишет, дорогое дело, иногда нас упрекают, нас это жители Калмыкатля, грузинского азербайджанцев. Вы, наверное, с безразличных выборов несправедливо. Ни один оппозиционер не появлялся на выборах в наших краях, только один раз Ахмед Иманкулиев. Ну, Ахмеда я хорошо знаю, и очень жаль, что только один раз он появился. Я скажу так, что это большая проблема с оппозицией. Это большая проблема, о которой я расскажу не сейчас, потому что сейчас просто, какой смысл сейчас рассказывать. Но вот те, кто упрекают, посылайте их дальше, потому что я знаю точно, сколько моих друзей, грузинских азербайджанцев, сегодня находятся на Руставели и каждый день туда ходят. Поэтому можете смело посылать. А в активной части грузинского общества Грузинские азербайджанцы очень активны. Там много моих друзей, и они участвуют именно вот здесь. И вообще они в партии Саакашвили достаточно много так обозначенно состояли, и поэтому убежден, что грузинские азербайджанцы, они очень активно. Они сегодня со мной на связи, и многие из них там на площадях. Поэтому, еще раз говорю, посылайте всех, кто вас упрекает, куда подальше. Ну что, большое спасибо. Большое спасибо, Руслан, за очень интересную беседу. И большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Я думаю, эфир удался на славу. Всего благ, всего хорошего, победу грузинскому народу, грузинской оппозиции. Мы переживаем, действительно переживаем, болеем за вас. И я думаю, мы благодарим и наших сторонников, зрителей, и противников тоже. Когда противники, враги откровенно набегают, значит, всегда бывает приятно. Значит, движемся в правильном направлении. Если бы мы здесь неразумные вещи говорили бы, они бы на нас и не обратили бы внимания. Значит, идем правильно и идем хорошо. Всех благ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот правильно подметил. Нацистов все равно уничтожим нахуй. Hozir onda qaradim 200 kishi o'tirayı. 200'den de ortiq kishi bo'lib ketdi. Morjalar o'tira, наверное. Сейчас поставим что-нибудь еще. Что можно поставить интересное? Сейчас по новостям что-нибудь может новое есть. Ну этого, блядь, мудака можно послушать. Майкла. Вон, Куёж Бота көрәсізме ничек, натур. Справа в Ютубе уже 34 минуты, ни хрена никого нету. Комментарий, ладно, этот. Я больно не смотрю, но как я увижу, ябам бетонесен. Так, давайте что-нибудь такое еще интересное послушаем. Так.
пока сейчас этот читать, комментировать не могу. Ошаргап шрам. Пытаюсь. Надо этот поделать кое-что. Надо что-то такое. Ну, как этот, Лавров лицемерит. Лавров уебок лицемерит. Оказывается, блядь, нахуй, Украина напала... Точнее, блядь, Европа через Украину как бы напала на Россию, оказывается. Вот ебанизм такой, блядь, это нужно же, блядь, такое прогонять, блядь, народу, а, блядь, я хуею просто. Просто хуею. Так, сейчас. Кого послушать бы такого, блядь? Что-то все проебались куда-то, когда надо, блядь. Все молчат. Ну, скоро будет, блядь. Поистине у Руслана Айсина скоро будет. Во сколько скоро? В 5, что ли? Врет и требует. Ну, давайте вот Азатлык послушаем, Радио Свобода, да? О чем он говорит, блядь? Как раз Рожа Лаврова, блядь, послушаем. Мы вообще не хотим ни на кого нападать. О, Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима. О, руками украинского режима, оказывается, американцы напали. Нихуя, да? А мы тогда чьими руками нападать будем на Москву? В интервью Такеру Карлсону. На Москву мы чьими руками будем нападать? Конечно, башкирт һәм татарны кулы белән будем нападать. Но там точно не будет ни американцев, ни Турции, никого не будет. Я этого не хочу. Потом вот так как раз не говорили, блядь, нам. Понимаете смысл какой? Поэтому я всегда был против нахуй Кашапова, блядь, когда он сказал, блядь, нам Турция поможет. Хуй сосать вам он поможет. Не больше, блядь. Глотать будете нахуй хуи у турков, может потом поможет. А так нет. Бесплатно не поможет. Поэтому, если вы хотите сосать у турков, татарам это относится, казанским, пидорасам. И эти пидорасы, нахуй, уебки, ташаклар, блядь, вы будете, нахуй, сосать у турков, нахуй, а не хотите, блядь, не сосая, блядь, нахуй, сурмыша, узегез барыга улямысыз. Вот какая низость ваша, блядь, тупая, нахуй, татарские мозги ваши, ебаные. Министр иностранных дел Лавров не решился. It is not us who... Это не мы начали войну. Путин постоянно говорит, что мы начали операцию, чтобы закончить войну. Сколько раз глава российского МИДа упоминал Путина в последних выступлениях? Готовьте счетчики. Президент Путин неоднократно публично делал. Президент Путин неоднократно говорил, и президент об этом говорил. И где Такер Карлсон провалился в проверке фактов? Такер Карлсон может принести дурную весть Соединенным Штатам Америки, что ресурсов им достанется немного. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, с кем же воюет Россия и как российская дипломатия переживает трансформацию в фонд позолоченных цитат Владимира Путина. Президент Путин неоднократно публично делал. Президент Путин неоднократно говорил, и президент об этом говорил.
Это фрагменты выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам работы Совета министров государств-участников ОБСЕ. К нему мы еще вернемся во второй части нашей программы, а вот в интервью экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону Лавров дал с десяток ссылок на вышестоящее начальство. По традиции окунулся в историю, не до Рюриковичей, а лишь повторил Карлсону кремлевское видение последних 10 лет. Возможно, поэтому беседа вышла минут на 40 примерно короче, чем это было с Владимиром Путиным. Наш корреспондент посмотрел это интервью за вас и проверил за Карлсона некоторые заявления главы Министерства иностранных дел России. Что во вселенной Лаврова, считай Путина, расходится с реальностью в нашем сюжете? Россия не начинала войну с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Это не мы начали войну. Путин постоянно говорит, что мы начали операцию, чтобы закончить войну, которую киевский режим вел со своим народом в частях Донбасса. Но уже спустя 6 минут Лавров, как ни в чем не бывало, вспоминает 2014 год и называет аннексию Крыма наказанием Украины за свержение президента Виктора Януковича. Если бы мятежа в феврале 2014 года не случилось, и если бы договоренности, достигнутые накануне между президентом и оппозицией, были бы реализованы, Украина была бы до сих пор единым государством с Крымом в своем составе. Такер Карлсон напомнил Лаврову его слова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и спросил, как Москва в таком случае может вести с ним переговоры. Вы говорили, что он превысил срок своих полномочий и больше не, вы знаете, не демократически избранный президент Украины. Лавров не стал спорить, хотя мог бы объяснить, что по закону Украины нельзя проводить выборы во время войны. Во время боевых действий невозможно обеспечить безопасность голосования, а сотни тысяч военнослужащих просто физически не смогут проголосовать. Отвечая на вопрос о смерти политика Алексея Навального, Лавров связал его гибель с лечением в Германии. Мы продолжали просить немцев показать нам результаты его анализов, которые они обнаружили. Мы не нашли того, что нашли они, не зная, что они делали с ним. Лавров не упомянул, что когда следствие отказалось возбуждать уголовное дело после смерти Навального, из постановления убрали описание симптомов, которые могут свидетельствовать об отравлении политика в российской колонии. Об этом писало издание The Insider осенью 2024 года. Лавров решил сравнить отделение Косово от Сербии с аннексией Крыма. Когда Соединенные Штаты и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, они сказали, это осуществляется право на самоопределение. И референдума в Косово не было. Одностороннее провозглашение независимости. Видимо, Сергей Лавров забыл, что референдум о независимости Косово прошел еще в 1991 году, когда при явке 87% почти все проголосовали за отделение автономного края от Сербии. Именно на основе этого референдума парламент Косово провозгласил независимость в феврале 2008 года. Сравнивать отделение Косово с аннексией Крыма нельзя, объясняет специалист по международному уголовному праву Глеб Богуш. Косово никто не аннексировал. Косово не стало частью, не было поглощено Албанией или каким-то другим государством. В отличие от Косово, в Крыму на момент референдума находились российские войска, а это запрещено уставом ООН, напоминает Богуш. Но что точно запрещено, и это запрещено уставом Организации Объединенных Наций, это использование вооруженной силы, в том числе против, я цитирую устав ООН, против территориальной целостности других государств. И то, что произошло в Крыму, хорошо документировано. Мы знаем, как этот так называемый референдум проводился, как он назначался. Мы знаем это из показаний, например, Гиркина, данных журналистам. Мы знаем об этом из слов самого Путина. Говоря о жителях Украины, Лавров заявил, что у Москвы нет намерения уничтожать украинский народ. По данным ООН, за время полномасштабной войны в Украине из-за обстрелов погибли более 12 тысяч мирных жителей. И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, так от чего же имени говорит Сергей Лавров? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги.
А с нами в прямом эфире политик Максим Резник. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот учитывая, что с десятком ссылок на Путина, Лавров в этом интервью, ну, как минимум, смотрится бессубъектно, как минимум, вот в этих 10 случаях. Хочется спросить, на ваш взгляд, а зачем вообще это интервью было нужно Кремлю? Вот связано ли это с явлением Лаврова на саммите Совета министров ОБСЕ? Сделано ли это в ожидании смены администрации в Белом доме, на что явно рассчитывает Кремль? Судя по всему, об этом еще чуть позже детально проговорим. Может быть, какой-то иной контекст там стоит учитывать? Давайте порассуждаем, подумаем, как это получилось. Ну, деньги они с Такером, наверное, делят, как-то осваивают, я думаю, на пропаганду. Я думаю, как-то Такер получает гонорар, как бы куратор в администрации президента, а большую часть выделенных средств на пропаганду. Наверное, надо показать какой-то, если так можно выразиться, приличное лицо упыря. Но вот они, им почему-то кажется, что Лавров с его, если так можно выразиться, лицом подходит. Ну вот они его рекламируют, показывают миру. Смотрите, у нас тут не только сумасшедший дед упырь в бункере, но есть еще вот приличные люди. В принципе, с нами можно разговаривать, смотрите, он по-английски может говорить. И, в принципе, может быть, с нами можно, так сказать, какое-нибудь перемирие позаключать. Я не знаю, какие у них мотивы. Я просто вижу, что какого-то смысла большого это не имеет, потому что, как вы правильно заметили, Лавров пересказывает Путина. Я просто хочу заметить, что был такой человек из приличной вроде семьи, вообще, так сказать, с хорошими корнями, и неплохо излагал мысли фюрера, его звали Ахим фон Риббентроп. Его все равно повесили. Ну, при этом, примерно, можно предположить, что это такой госзаказ очередной, как бы расширение спектра российской пропаганды, в том числе в англоязычном формате, но все-таки вот режут и глаз и ухо вот эти нестыковки Лаврова в контексте Крыма, например. Ну, то есть, если бы не падение Януковича, я не точно, но практически цитирую господина Лаврова, Россия бы не вмешивалась во внутренние дела суверенной страны, но она и не вмешивается. Мы помним, Кремль это часто подчеркивает, это все НАТО вмешивается, а Крым едва ли уже вот не на уровне главы российского МИДа признается украинским, если бы не все эти «не». Вот события слишком минувшей давности для Лаврова, или как бы вы это состыковали? Он не признается никаким украинским. Он признается путинским, просто в другом формате. Просто они говорят, если бы нашего бандоса, нашего такого же упыря Януковича поставили бы, то не было бы проблем рынок переделять. А так вы почему-то не пошли по поводу у нашей банды, решили пойти зачем-то по пути свободы и демократии. Что вы себе вообще позволили? Пришлось тогда у вас отгрызть, что смогли, а сейчас мы вас вообще полностью уничтожим. Вот посыл. Никакой Украины для них, никакой России для них не существует. Для них не существует их бандитский режим. Во главе с их паханом, фюрером, как хотите его назовите. И расширение влияния этого режима есть и политическая задача. В этом смысле их одинаково не волнует судьба и украинцев, и россиян, простых, в смысле, людей. Потому что люди для них мусор. Это совершенно очевидно. Люди мусор, блядь. Вот этого вы не можете понять. Да, дайте это нашей банде, неважно, кого мы там поставим, это наше внутреннее дело. Януковича, там, Хинштейна, там, я не знаю, там, типа, Бастермана, еще какого-нибудь дебила упыря, как бы. Это наше внутреннее бандитское дело. Вы не лезьте. А как это назвать, это уж мы как-нибудь с вами порешаем, потрем. Ну и, кстати, помимо как за людей, Лавров очень переживал в этом интервью за ресурсы на востоке Украины. Давайте сейчас я чуть подробнее просто об этом расскажу. В первой части интервью Лавров очень подробно повторял рассказы российской пропаганды о защите жителей Востока, именно Украины, аж до аннексии Крыма. Вот настолько он такую вот перспективу историческую взял. По словам Лаврова, кто-то в США хочет забрать украинские природные ресурсы себе, и, мол, Россия очень переживает за людей, за ресурсы, за заводы на востоке Украины. А Кремлю хотелось бы, чтобы Донецк, Луганская и другие приграничные области получили экономическую независимость от Киева, свободно торговали с российскими регионами через границу. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что он думает о подобной... Вот давайте здесь остановим. Как раз мана башкирт хам татарларга шуну бит инде мен аңлатам бит инде. Таким же образом, блядь, нахуй, вы, которые вышли за Куштау, за гору, да ведь? Не то, что там, блядь, гора, блядь, просто гора. А вы, получается, нахуй, отдаете свои ресурсы, блядь, этой ебучей Москве. И этого не можете понять. Вот, видите, как конкретно, блядь, Лавров об этом сказал, блядь. Тут даже мои слова не нужны, блядь. И, блядь, нахуй, и если даже, блядь, меня ышанмасагыз, блядь, мына Лавровқа ышаныңыз, блядь. Сіз, блядь, нахуй, урысларны күтін убірге яратасыз, блядь. Мына убегіз, нахуй. Убегіз, нахуй. Ульгенши убегіз, блядь. Но вы, таким образом вы никогда не будете, нахуй, свободными. Вы будете такими же рабами. И Алсынов будет сидеть до конца срока, если еще не добавят. Вот ваше, блядь, нахуй, настоящее лицо, да? Шулай міне? Шундай халық, значит, Башқұртстан мен Татарстанда яши. Опущенный, блядь.
любопытной весьма схеме с ресурсами, которые Россия, по словам Лаврова, защищала. И вот что с ними получилось-то в итоге? Очень защитили украинскую металлургию. Достаточно посмотреть на то, что стало с Азовсталью, например, на месте которой теперь будет, видимо, разбит парк или что там они планировали в Мариуполе. Уголь донецкий тоже защитили от американцев, потому что американцы без донецкого угля плачут. Правда, китайцы вот уже отказываются от российского угля. Да и один из потребителей Азовсталь, коксующегося угля, да, тоже не может предъявить уже спрос на этот уголь. Поэтому донецкие шахтеры, ну и донецким шахтерам нашлось применение. Да, они сейчас вот воюют за свободу и независимость и за украинские ресурсы, чтобы они не достались американцам. Такер Карлсон может принести дурную весть Соединенным Штатам Америки, что ресурсов им достанется немного. Впрочем, в Украине есть еще что спасать, поэтому, к сожалению, я боюсь, что пока американцы не вмешаются, россияне будут продолжать спасать и спасать нечеловеческим образом все те ресурсы, которые в Украине еще остались пока. Ну, так не без иронии рассуждает наш экономический обозреватель. Максим, вот каким образом все это, защиту того, защиту сего, удается продвигать на 3-й год полномасштабной войны под кадры с уничтоженными домами и заводами? Я полагаю, уж их, даже ядерная аудитория Такера Карлсона, англоязычная, она их все-таки видела. Не знаю, это удается продвигать. По мне, это невозможно продвигать. Ну, как же продвигается, да? Хотя я далек от мысли, что вот эта пропаганда, она оболванивает там под большую часть населения. Ну, какую-то часть оболванивает. Действительно, существуют персонажи, известны такие люди, которые готовы оправдать любую чушь, которую бы несла путинская пропаганда. Но давайте понимать, борьба за умы этих людей не является предметом нашей с вами работы. В том смысле, что там нет ума, и поэтому не за что бороться. Наша задача является борьба за умы тех, кто не смотрит на происходящий ужас с гуманистической, гуманитарной точки зрения. Эти люди давно уже определились и понимают, что Путин, Лавров и же с ними бандиты и военные преступники. Наша задача с вами убедить тех, кто смотрит, к сожалению, на эту ситуацию только из шкурных интересов, а тех, кто считает, что Путин победитель и всегда побеждает, и раньше или позже он додавит, пережмет. Вот что нужно объяснять сегодня, что все, что мы имеем сегодня, это не интервью, реальность, это не интервью Лаврова Карлсону, а назначение Хинштейна губернатором Курской области. Понимаете, вот степень маразма, до которой дошел нынешний режим. Мне кажется, он должен ужасать даже тех, кто думает только о собственной шкуре. Извините за такой формат выражения, но это литературный, так сказать, текст. И в этом смысле, еще раз говорю, мне кажется, что интервью Лаврова Карлсона с повторением путинских бредней вообще не могло ни на кого повлиять. Ничего нового в нем нет. И задача, чтобы мы их обсуждали. Но вот мы их с вами обсуждаем. Но лишний раз скажем, что да, это тот самый бред, который работает только на ядерную аудиторию, а по сути мы имеем дело со освоением огромных бюджетов. Здесь добавлю. Мана ишітесізме, как манкурты, яхуды, вот эти евреи сраные, блядь, друг друга, блядь, нахуй тоже ненавидят. Но они не могут сказать, что это манкурты, потому что этот лексикон только у нас есть, так скажем, от писателя Чингиса Айтматова. Мы только более конкретно можем использовать это слово манкурт. Вот этот конкретный, блядь, Эйнштейн сраный нахуй, которому, как говорится, пердолили в жопу, блядь, в итоге по новостям уже везде раскидали это, что этот Эйнштейн, блядь, будет нахуй главой Курской земли. Заебись, да, ведь нахуй? Одни нахуй бандиты нахуй, везде рулят, блядь, а быдло народ смотрит на это нахуй и думает, ну и хуй с ним, блядь. Да? Вот так вы живете, получается, да, ведь нахуй? Я поражаюсь, блядь, нахуй. И потом, конечно, блядь, нахуй, украинцы будут возмущаться. Я один, что ли, нахуй, должен, блядь, за всех вас, блядь, идти на Москву, блядь, нахуй, и, как говорится, поднимать, блядь, оружие против них, блядь. А вы что, вы для чего вообще, блядь? Башкортостан для Татарстанга. Тогда пиздуйте оннан нахуй, шығып кетіңіз нахуй. Керекмесе ол жер сізге. Керекмесе нахуй, шул нәрселер бізден, ата-бабаларымыздан қалған жерлер. Яшамәгіз онда нахуй. Он пиздуйте, вот как курды, ищут же по всей Сирии нахуй, себе землю не могут найти, блядь. Вы тоже такие же, блядь, нахуй будете тогда. Пиздуйте, ищите тогда свой рыск на других землях, захватывайте другие земли тогда, освободите нахуй для нормального башкирского татарского народа земли, освободите нахуй, пиздуйте нахуй, я же вам говорю.
Всегда. Манкуртларны нахуй, Москвага нахуй куып чыгарабыз нахуй. Мин кире турган булсам, Алла берсе, бүтүн манкурт нахуй, если вы нахуй безгә баш хәзердән имеете икән нахуй, все будете нахуй в московских болотах жить. А если Украина возьмет Москву, то я считаю, что Киев-1 там будет или Киев-2 там будет, и вот вы будете рабами украинцев. Вот примерно вот такая участь вас ждет. А Башкортостан, Татарстанда, манкуртам нахуй не место. И мы это будем конкретно, блядь, отсеивать. И не надо забывать, что это очень часто серьезный мотив работы участников путинской пропаганды. Не надо забывать, что эти упыри выросли как раз из воров и бандитов, которые грабили страну много лет. Максим, но тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на еще один любопытный момент, который вообще представляется как, по сути, позиция и Министерства иностранных дел, и вполне возможно, что и Кремля, что уж там, вот, потому что в конце интервью Карлсон спрашивает Лаврова, как тот относится к Трампу. Министр вспоминает, что при Трампе США, при его первом сроке США ввели много санкций против России, но в то же время Трамп приятнее в общении и быстрее решает вопросы. Это говорит Лавров, это не я думаю. Мы спросили у специалистки по американской политике Александры Филипенко, есть ли у Лаврова повод для радости от смены администрации в Белом доме. Александра ответила, что повлиять на решение по российско-украинской войне могут три ключевые фигуры. Это госсекретарь, советник по нацбезопасности и специальный посланник по Украине. Госсекретарем Трамп выбрал сенатора Марко Рубио. Он соавтор большого пакета санкций против России еще с 2014 года и соавтор закона, который запрещает президенту Америки выводить страну из НАТО, из Североатлантического альянса. Советником по безопасности Трамп выбрал конгрессмена Майка Уотса. Он бывший военный, ветеран войны в Афганистане и тоже активно поддерживает Украину. А вопросами Украины займется Кит Келлог, тоже бывший военный. Пару лет назад он выступал за то, чтобы остановить войну по линии фронта, но теперь советует дать Украине больше оружия, и это периодически происходит. И вот, судя по взглядам кандидатов, считает Филипенко, решения новой администрации Трампа не совсем уж точно будут в пользу России. Давайте ее послушаем. В отличие от внутренней политики, это в основном классические неоконы, классические неоконсерваторы, представители того самого вашингтонского истеблишмента, классические республиканцы, да, ястребы внешней политики в том числе. Поэтому, конечно, что касается внешней политики, команда Дональда Трампа складывается скорее неожиданным образом и не в трампистском стиле совсем. Что касается внутренней политики, ситуация другая, но во внешней политике мы не знаем, сколько Марко Рубио продержится на посту госсекретаря, но сейчас явно Дональд Трамп понимает, что если он хочет действительно закончить все войны в 24 часа и претендовать на Нобелевскую премию мира, то нужно, чтобы внешней политикой занимались профессионалы, высокие профессионалы Вашингтона, знающие, как работает Вашингтон, как работает Конгресс, и Марко Рубио, и Кит Келлог, и Майк Уолтс — это те люди, которые являются представителями классических республиканцев. Максим, ну вот на ваш взгляд, Кремль по-прежнему испытывает такие глубокие надежды на Трампа? Ну или, может быть, заодно еще глубокие надежды на то, что Трамп посмотрит это интервью, ну все-таки Карлсон его взял? Не знаю, я сомневаюсь сильно, что вообще Трамп в курсе, что Такер на стороне подзарабатывает, да, у Кремля деньги берет. Мне трудно судить, но дело даже не в этом. Я с Александрой в главном согласен. Конечно, надо понимать, что Трамп, который критиковал Белый дом, да, еще недавно, и Трамп, который стал хозяином, а он, понимаете ли, это у нас это фигура речи. Трамп — такой человек, который многие вещи буквально воспринимает. Он сейчас себя считает хозяином, владельцем, да, там, не знаю, на 4 года или как он себе это дальше видит. Так или иначе, теперь ему нужны успехи этой конторы, главой которой он стал. А успехи этой конторы Соединенных Штатов Америки сильно расходятся с тем видением, которое есть у Владимира Путина. И поэтому, да, конечно, многие считают, что гопнику глаз не выклюет, поскольку по типажу, конечно, очень похожи. Я вовсе не поклонник Трампа, понимаете, как государственного деятеля. Но если исходить из этих подходов, то гопнику не выклюет глаз, только если гопники договорятся. А вот если нет, то это кремлевскому гопнику совсем не завидую. И в этом смысле я думаю, что действительно не только кадровые назначения достаточно, с моей точки зрения, позитивно, если это вот можно прокомментировать, да, о которых уже не будет повторяться, Александра Филипенко сказала, но и просто психология Трампа, его восприятие собственной должности, как мне представляется, не позволяет Путину рассчитывать на него. Другое дело, что я вам скажу, что не только
путинское окружение там, и так далее, но и во многом население страны, да, вот, так сказать, рассчитывает на то, что, потому что все хотят прекращения мира, но за исключением самого упыря, так сказать, и небольшого количества таких же упоротых. На самом деле всем это все хотелось бы скорее закончить, конечно, желательно на победоносных основаниях каких-нибудь, поэтому все вот рассчитывают на какое-нибудь чудо, да, потому что на упыря с его, так сказать, нестабильной психикой, особенно ближайшее окружение, уже не сильно рассчитывают, но вот рассчитывают на Трампа. Я не знаю, мне кажется, это какая-то мантра, которая не сбудется, конечно. Все это уже с Трампом было, но Симонян уже там ездил с американским флагом. Потому что я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что это как-то поможет системно. Мне кажется, Путин давно загнал себя и свое окружение и свою систему в цуцванг, и лишь вопрос времени, когда это закончится сокрушительным поражением. Максим, спасибо. Про Симонян нашим зрителям напомню. Она в свое время твитила в 2017 году, когда Трамп победил на выборах, что вот самое время проехаться по Москве с американским флагом. И давайте, как я обещал, вернемся к выступлениям Лаврова на Мальте, в ОБСЕ. Мы отмечали в начале нашей программы, что риторика о якобы американском характере агрессии против России руками Украины, надеюсь, вы ничего не запутались, я напомню, что это официальная позиция Министерства иностранных дел России, она немного поправилась в устах Лаврова со сменой собеседника. И вот что же происходило на саммите Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству Европы на Мальте, где Лавров оказался, а, к примеру, его подчиненная Мария Захарова не оказалась. Давайте подробно все это изучим в нашем сюжете. Сергей Лавров только начал выступать на встрече министров ОБСЕ, как из зала потянулись дипломаты. Свои места покинули главы украинского, польского, чешского министерств иностранных дел, а также дипломаты из Грузии, Румынии, Латвии и Эстонии. Официальный представитель МИД Чехии Даниэль Драке выложил фото в соцсети X, где он во время выступления Лаврова читает книгу о преступлениях Путина, а его начальник, чешский министр, тем временем покинул зал. Перед тем, как выйти из зала, глава МИД Украины Андрей Сибига в своем выступлении назвал Путина военным преступником. Сергей Лавров все же выступил и раскритиковал саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Казалось бы, именно в нынешних условиях глубоких изменений расстановки мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства. Но в этом зале никому и в голову не придет использовать ОБСЕ в этих целях. Членам НАТО и Евросоюза, потому что своими действиями они задвинули ОБСЕ на обочину политических процессов, а нам и всем остальным, потому что такая ОБСЕ бессмысленна. По мнению чиновника, виноваты США, желающие подмять под себя всю Европу. Позже, во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена, уже Лавров ушел из зала, а на встрече с журналистами он повторил стандартную кремлевскую риторику. Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима, ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор. Встретиться с Лавровым для переговоров в рамках форума ОБСЕ согласились блядь? министры иностранных дел Словакии и Венгрии. Ранее их правительства выступали против поставок вооружения Украине, напоминает Associated Press. Для Сергея Лаврова этот визит на Мальту стал первой поездкой в Евросоюз с начала полномасштабной войны с Украиной. В 2022 году Польша, занимая пост председателя ОБСЕ, отказала ему во въезде. Российский министр под санкциями Евросоюза, но все же смог побывать на Мальте. Ведь официального запрета на въезд в Европу у него нет, как и в теории у Владимира Путина. В санкционном списке напротив их фамилий стоят звездочки, отмечающие, что запрет на въезд к этим двум людям не относится, объясняет BBC. А вот официального представителя российского МИДа Марию Захарову не пустили. Она тоже под санкциями, но ей въезд в Европу запрещен. Одобрить въезд только на время форума могла Мальта, как председатель ОБСЕ. И она даже выдала Захаровой визу, а потом сама же и аннулировала. Мы выдали ей визу, но затем возникли возражения со стороны некоторых государств-членов ОБСЕ. Мы также должны уважать европейскую солидарность. Поэтому министр иностранных дел Мальты решил, что виза должна быть аннулирована. По данным Deutsche Welle, против приезда Захаровой выступили страны Балтии, а литовские и эстонские министры иностранных дел в знак протеста против участия российской делегации вообще не поехали на форум, а отправили своих представителей. В российском МИДе аннулирование визы Захаровой назвали беспрецедентным. В прошлом году, когда Совет ОБСЕ проходил в Македонии, Сергей Лавров тоже смог его посетить, но российскому самолету пришлось облетать Евросоюз из-за Захаровой. Болгария запретила ей лететь над своей территорией.
Максим, ну вот есть ощущение, что Лавров так пытается разыграть эту карту отсутствия, якобы отсутствия российской изоляции в политической жизни планеты, как Путин бравадствует и ярко демонстрирует все это на своих саммитах БРИКС, где бы они ни проходили. А может быть, это такая предтеча возможности переговоров с Украиной? Как вы думаете, что здесь ключевое? Как бы вы эту картину описали, которую мы сейчас вот наблюдали? Да, мне кажется, она никак из общей картины всей этой истории не выбивается. Попытка все время, значит, пробиться, так сказать, в общество, которое при этом ты поносишь за его пределы, все время изобразить, что тебя там принимают, и что не все так однозначно. Ну, не знаю, мне кажется, каждый раз для людей, понимающих и думающих, это заканчивается очередным унижением и позором. Это не унижение и позор России как таковой, как мне кажется, это унижение и позор вот этой банды, которая сейчас, конечно, правит Россией, да, и захватила в ней власть, от ее имени творится, что творит. Но вот на самом деле, мне кажется, это находит адекватное, скажем так, достаточно адекватное отношение. И поэтому каждый раз вот попытка, так сказать, изобразить из себя что-то, значит, что мы, так сказать, не в изоляции, и так далее, заканчивается очередным позором. Но мне кажется, что здесь ничего нового опять не произошло. Я не вижу здесь смысла обсуждать все это. Кроме того, что, конечно, есть и неприятные вещи, на которые стоит обратить внимание, что попытка подкупа, попытка раскола, попытка, значит, каким-то образом искусственного поддержания так называемых Путин-каштейров, конечно, продолжает быть одной из главных линий таких внешнеполитических бандитского государства во главе с Путиным. Но это тоже не новая история. Такими же способами, поддерживая себе подобных бандитов, действовали большевики, например, да, через Коминтерн в свое время, через коммунистический интернационал. Сейчас есть такой бандитский интернационал. Вот он не оформился еще, но мы наблюдаем его среди тех, кто поддерживает диктатора Путина. Это диктаторы Северной Кореи, диктаторы Ирана. Вот настоящие друзья. Настоящие друзья, я уж не говорю про Хезболлу и Хамас. Настоящие друзья упырей кремлевских. И в этом смысле, как бы они не пытались попасть в личное общество, в общем, всем думающим людям с ними все понятно. Они могут любые пиджаки на себя напяливать, все равно будет торчать копыта и хвост. Максим, и в завершение нашего эфира не могу вас не спросить о назначении депутата Александра Хинштейна главой Курской области, по крайней мере, той части, которая не контролируется украинской армией. И там же любопытно вот то, что, во-первых, звучали инсайды некоторое время назад, что ее планируют освободить со стороны России как раз к инаугурации Трампа, чтобы немножко подправить позицию на переговорах. А во-вторых, вообще-то были там выборы в сентябре под бомбежками, этим очень гордились российские пропагандисты. Как вы это оцениваете? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира. Слушайте, ну если это коротко, то степень неадекватности очевидна. То есть понятно, что решение принимал Путин. Нет ни одного серьезного повода, чтобы назначить Хинштейна главой Курской области. Очевидно, что это решение, так сказать, абсолютно неадекватного человека, не понимающего вообще, что происходит, живущего в бункере и в мире этого бункера. И я думаю, что в этом смысле для режима это очень плохо, а для нас с вами хорошо. Чем больше неадекватен Путин, тем больше шансов, что его режим будет обречен в ближайшее время, а не будет проливать кровь все дальше и дальше. Ну на что же тогда здесь могла бы быть ставка, учитывая, что Хинштейн все-таки в первую очередь славится тем, что он автор или соавтор довольно-таки репрессивных законов, ключевых репрессивных законов, я бы сказал, последних созывов Государственной Думы? Да плевать на это Путину, поймите, вы просили просто коротко ответить. Если чуть дольше, я вам скажу, это просто наказание Хинштейна. Кто-то добежал до Путина и сказал, что Хинштейн вот там что-то там типа, что-то там не так сделал или там каким-то образом представил его в негативной форме. Ну и Путин решил, вот так, типа, ну пускай он себя покажет там где вот, ну вот давай вот сюда его, отлично. Ну вот как-то так решения принимаются. Поймите, очень трудно людям здоровым заверить в голову людей маниакально сумасшедших. Поэтому я пытаюсь, конечно, здесь в данном случае предполагать, но мне кажется, многие вещи здесь очевидны. Еще раз говорю, управленческих, профессиональных поводов назначить Хинштейна нет ни одного. Поэтому, конечно, это результат разборок неадекватных дедов. Максим, большое спасибо. Политик Максим Резник был с нами в прямом эфире, подводил итоги и делился своим мнением о том, что мы услышали на Мальте, что мы услышали из интервью с Такером Карлсоном, господина Лаврова и Такера Карлсона из этой их беседы. 73% наших зрителей уверены, что именно от лица президента Путина выступал Лавров в этом самом интервью, которое опубликовано в соцсети X. А у нас заканчивается время эфира. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин вам расскажет в понедельник. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны. Так, идем дальше. Вот эфир начался. Расстрел срочников в Татарстане. Ну-ка, вот которого... Имя не раскрывается. Он проводил для... Время 5. Прямой релятивный
лейтенант застрелил 19-летнего срочника. Родственники говорят, что его пытали и убили за отказ подписать контракт. Россия, Турция и Иран начали переговоры по Сирии. В это время войска исламистов без сопротивления приближаются к Дамаску. В Париже торжественно открывают собор Парижской Богоматери. На церемонию приглашены Владимир Зеленский, Дональд Трамп и многие другие большие политики. Здесь и сейчас. 7 декабря, 19:00 в Москве. Вы смотрите телеканал «Дождь», информационную программу «Здесь и сейчас». Меня зовут Анна Мангайт. Перейдем к главным событиям сегодняшнего дня. На полигоне в Приморье был застрелен 19-летний срочник Артем Антонов. В него выстрелил лейтенант, чье имя не раскрывается. Об этом сообщают важные истории. На этот полигон срочника отправили перед тем, как перевести на защиту государственной границы, вероятнее всего в Курскую область. Родственники Артема Антонова считают, его могли убить за отказ подписать контракт и отправиться на войну. Подробности расскажет моя коллега Алина Дедковская. Алина, привет. Действительно, какая-то небывалая история. Расстрел за отказ идти воевать в Курскую область. Да, не главное, что об этом деле публично стало известно только сейчас, хотя убийство произошло еще в конце октября, 21 октября, и еще родственникам сообщили не сразу, только через 2 дня, 23 октября, они узнали о смерти Артема. Итак, 19-летний Артем Антонов проходил срочную службу. В конце сентября его отправили в Приморский край. После этого он должен был отправиться служить в стрелковой батальон для прикрытия государственной границы. Издание «Важные истории», которое первым рассказало об убийстве срочника, уточняет, что его могли отправить как раз в Курскую область. Но в октябре Артема Антонова убили. Это сделал 21-летний лейтенант, чье имя не раскрывается. Он проводил для срочников якобы занятия. Вот что говорится в материалах доследственной проверки. В ходе проведения занятий совершил нарушение правил обращения с огнестрельным оружием автоматом АК-12, снял автомат с предохранителя, направил ствол автомата в сторону людей, инструктируемого личного состава, и, нажав на курок, произвел выстрел, в котором одной из пуль попал в область головы Антонова, в результате чего последний скончался на месте. Сейчас эта доследственная проверка, судя по всему, еще продолжается. Как отмечают важные истории, близкие убитого срочника Артема Антонова уверены, это не случайный выстрел, а его могли убить за отказ подписать контракт. Мы все уверены, что расстрел связан с отказом подписать контракт. Он говорил друзьям, что их прессуют. Артем Антонов родился в Верхнем Услоне, Татарстана. Это небольшое село, там проживает чуть больше 4000 человек. Оно находится недалеко от Казани, буквально на другом берегу Волги в 50 километрах. Учился он там в школе. После его смерти в новостных пабликах появились посты, где говорится, цитирую, «был абсолютно добрым и дружелюбным ребенком. В школьные годы выступал за сборную по волейболу, путешествовал, снимал прекрасные пейзажи». Конец цитаты. У Артема, судя по всему, было действительно много друзей. В соцсетях есть их общие фотографии. Некоторые посвятили статус ему после гибели и поменяли фотографии на своей странице на те снимки, где они с ним. Его тетя на своей странице ВКонтакте несколько постов посвятила Артему. В одном из них она подробно рассказала о его увлечениях. Он занимался спортом, катался на коньках, роликах, велосипеде, прекрасно стрелял из лука. По ее словам, ее племянник очень любил фотографировать, мечтал заняться этим профессионально. Пиздец. После армии. И давайте послушаем, что еще она написала о нем. Занялся, блядь. Закончил колледж, сдал на права, встретил любимую. У него было очень много светлых друзей. Со школьных лет Тёма уже работал, то маме помогал, управлял аппаратурой, проводил дискотеки. В то время как другие дети отдыхали на летних каникулах, наш мальчик устроился на тяжелую работу – класть асфальт. Там научился сварочным работам. Наш мальчик мечтал жить, но, к сожалению, погиб в армии по чьей-то злой воле. Артема проводили в армию в начале июля. Провожали родственники и друзья.
Друзья Артема Антонова рассказали анонимно нескольким СМИ, что он жаловался на условия в армии. По их словам, все месяцы службы Антонову и другим срочникам угрожали за отказ подписывать контракты. И достаточно жестко. В соцсетях есть видео с Артемом Антоновым, которое, видимо, он отправил кому-то из близких. Он жалуется, что его поставили в наряд в качестве наказания, за что он не уточнил. У меня теперь тоже мало прикид. Такой вот. Он пристроивается, кстати. В наряде прокакался. Наказание 7. Вот. Когда тело срочника из Приморья привезли на похороны домой в Верхний Услон, как пишет издание «Сибирь Реали», родственники и друзья увидели след от пули во лбу и гематомы по всему телу. Спина была черная. Мы уверены, что пытали за то, что Тёма отказывался подписать контракт. Его друзья показали переписку. Солдат там прессовали жестко. А мы ничего и не знали, он нас пытался не расстраивать. Делился в закрытой группе с близкими друзьями. Эту группу после его смерти тут же удалили неизвестные. Заметали следы. Это далеко не первый случай, когда срочника принуждают подписать контракт. Подобные жалобы появляются регулярно. Об этом рассказывают родственники срочников и они сами. Так, в сентябре вернувшийся из плена срочник из Кемеровской области сообщил, что сотрудники ФСБ заставили подписать военные контракты почти весь 488-й гвардейский мотострелковый полк, угрожая уголовным преследованием и избиением. Всплеск жалоб на принуждение подписать контракт был как раз, когда ВСУ зашли в Курскую область, куда должны были отправить Артема Антонова. Ну, весь год, на самом деле, приходят эти жалобы с такими пиками в августе-сентябре из-за Курской операции. Можем получить какую-то просто жесть. Вот словами, там, другим словом не могу описать, когда там просто кого-то насильно отправляют, или кого-то избивают, или вот просто заставляют несколько дней в пыточных условиях держаться, если человек отказывается, например, от подписания контракта. Мы связались с несколькими журналистами из Приморья, никто из них не слышал чего-то громкого, связанного с полигоном Ильинский, на котором произошло убийство срочника. Правозащитники говорят, что это может быть связано с тем, что сами срочники и их родственники предпочитают не раскрывать информацию по разным причинам. Их запугивают, им угрожают. И бывает такое, что они сами не доверяют неправительственным службам помощи. Мы видим, что запугивание играет свою роль, запугивание уголовными делами, запугивание родственников, запугивание насилием сильно играет свою роль, и некоторые ситуации просто не доходят до нас, а некоторые ситуации, когда человека там ставят перед фактом, что вот, ну, ты сейчас все равно подпишешь контракт, там, сделаешь, что-то не сделаешь, все равно поедешь там, в Белгородскую Курскую область. Вот такое происходит, и люди даже не понимают, законно это, незаконно, нужно здесь кому-то жаловаться, не нужно. Ну и вот этот еще метод, думая, что сейчас я сам договорюсь, сейчас я сам там найду нужных мне людей, не пойду никаким иностранным агентам, там, нежелательным организациям, людям под уголовными делами, сидящими на Западе. Аня, еще я пыталась посмотреть, почитать, можно ли автомат АК-12 снять случайно с предохранителя, как это говорится в материалах доследственной проверки, но тут мнения экспертов расходятся. Кто-то говорит, что это невозможно, а кто-то утверждает, что, в принципе, любую винтовку случайно возможно снять с предохранителя. Но вот будем следить за этим делом, как оно расследуется, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье. Ну и, конечно, это говорит о настроениях в армии, в том числе и среди срочников, как люди не хотят идти воевать ни в Курскую область, ни ехать в Украину, вот они боятся, на самом деле, этой войны. Была Алина Дзитковская. Итак, сейчас мы прервемся на короткую рекламу и вернемся очень скоро с другими новостями дня. Ну, пока реклама, давайте я свою засуну. Короче, мына оңнадығы зиндайымы. Бұл урыс была тұрған болса, или шукынған татар боларға, может, біз білмейбіз бит енді. Ну, урыс, наверное, енді. Если этот пример из Татарстана, и до этого до хрена примеров было, сколько примеров было, если вам не доходит татархан башкортларга, я уже не знаю, как это вам, блядь, доносить. Вот вам наглым образом эти русские, блядь, каналы говорят об этом. Понимаете смысл? В том, что, блядь, я вам постоянно это говорил, да и всем постоянно говорили, блядь, везде
что своих, блядь, пацанов не отправляйте в армию. Просто так даже не отправляйте. А вы чё? Да какой там нахуй просто так? Вы, как говорится, говорите, блядь, типа он служить пошел на год, блядь, и хуякс нахуй, он оказывается или в Грузии, как раньше я на днях рассказывал тоже об этом, как один с Миякинского района, друг мой, получается, пошел в армию и попал в Грузию. Заебись. Вот это шлаюк. Также во время Чечни было, поехал на служить, попал в Чечню. Сугыш вакытында енді нинди баш белән можно җибәрергә үзеңне малаеңны нәрсәкәгә сугышка. 19 яшь, блядь. Әле маңкасы кипмәгән. Авызына тышыйм, блядь. Грубо говоря, блядь, меня, как мой сын был бы, если я раньше женился бы. Примерно так, блядь. Прикиньте, да? Значит, получается, дети 2000-х дальше, 2003 года, или какого, блядь, 2005 года, блядь. 2005 года, иногда, блядь, я в армии был в это время. Этот чувак только родился, блядь. Пиздец нахрен. И его нету уже. Пусть урыс хуй с ним. Главное, Татарстандан, и сізге бұл конкретный, блядь, нахуй намек должен быть, что татарлар һәм башкортлар уже вы заебали сугышка барага. Не зря Украина кабенится, понятно? Что, блядь, нахрен вам, какого хуя вам помогать? Вам, да, реально, вам нахуй помогать. Вам нужно самим собраться и идти на Москву, блядь, а не в Украину. Это просто пиздец, блядь. Ну, вот такое, блядь, примеры такие ужасные, блядь. Sizga borib kirmay, блядь, boshig'izga. Men bilmayman nechik siz bilan, блядь, бороться. Налог и вот это не Автор телеграм-канала Urban Journal Михаил Попов рассказывает, полицейские положили на пол в грубой форме, это цитаты, посетителей мужчин. Клуба смотрел кинолог с собакой и не нашел, тоже цитата, ничего запрещенного. Однако часть посетителей все же отвезли в отделение полиции, у них взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и на всякий случай изучили содержание телефонов. При этом, заявил Попов, полицейские отпускали унизительные и гомофобные комментарии. Ранее на клуб в полицию и прокуратуру жаловались прихожане храма Святой Троицы. Он находится рядом с клубом «Эдем». В ночь на 7 декабря силовики провели рейды еще и в других клубах, на этот раз в Москве. Систерс, Бизер, Центральная станция проверяли на так называемую пропаганду ЛГБТ. Здесь и сейчас. Одно из самых громких политических событий этой недели – прямая линия Рамзана Кадырова, где он раскритиковал председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева. Процитирую. «Они сидят не на своих местах, не знают, что творится в государстве, потому что не выезжают в регионы». Это все прямым текстом говорил Кадыров. Событие действительно небывалое и говорящее в первую очередь о разброде, шатании и внутренней борьбе под кремлевским ковром. Выступление Кадырова было таким неожиданным, что его и самого осмелилось раскритиковать, например, кубанские муниципальные депутаты. Они говорят: мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным. Это написал краснодарский мундеп Сергей Кусмаков. Его поддержал коллега Сергей Климов. Депутаты недоумевают, как глава региона может... Шавки цапаются между собой, блядь. Силовых ведомств, напрямую подчиненных президенту. Они даже запустили флешмоб. Хэштег «Кадыров, извинись». Об истории процветания Бастрыкина, Колокольцева и главы Чечни мы хотели бы поговорить с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте. О, блядь. Здравствуйте. Очевидным образом из воды, да, показалась верхушка какого-то айсберга, о котором мы, может быть, даже не догадывались. И представить себе не могли, что можно произнести вслух такие, на самом деле, откровенные вещи, говорящие о конфликте. О конфликте вот на таком властном уровне между главой региона и такими ключевыми силовиками, что ли, такими важными для властной вертикали людьми, как Бастрыкин и Колокольцев.
Что мы можем увидеть, что на самом деле там происходит? Ну, эта верхушка айсберга, наверное, должна взойти в реке Дон, и там должно быть написано на верхушке Дон. Я думаю, что, конечно, Рамзан Кадыров, в каком бы состоянии не был, это человек, который примерно представляет, о чем он говорит, что он говорит и кому он транслирует эти месседжи. Я думаю, что здесь налицо некая скоординированная попытка Рамзана Кадырова, условного Золотова, да, главы Росгвардии, и ряда силовиков наброситься на Бастрыкина. То есть я думаю, что следующий удар тоже следует ожидать или ответный, или опять со стороны связки там Кадыров-Золотов и еще кто-то. Но и при этом это означает, что правила игры в Кремле немножко меняются. То есть можно публично уже озвучивать такие межклановые вещи. Но и я думаю, что эта история все-таки имеет отголосок вот с историей с Wildberries. То есть здесь тоже какая-то затаенная обида со стороны Кадырова существует, потому что еще ему публично и символически нужно зафиксировать, что он не потерял хватку, что несмотря на проигранную битву он может выиграть войну, и даже вот замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, то есть на Бастрыкина и самого Колокольцева. По сути говоря, это не что иное, как внутренний раздрай, который, я так понимаю, Путин уже не в силах решить, потому что Путин занят орешниками, боярышниками и еще чем-то. Ему, понятное дело, не до этого, потому что здесь нужно вникать, нужно разруливать и все остальное. Сейчас ему просто-напросто не до этого. Я думаю, что и здоровье у него ментально уже не то. Ну и те приближенные, которые составляют его силовой, политический и региональный аппарат, они постепенно, как те самые грифы, начинают отклевывать от, скажем, условно-символической путинской власти. То есть это серьезный сигнальчик, что бы там ни подразумевалось под словами Кадырова, это говорит о том, что публично уже можно говорить такое, за что раньше, условно говоря, могли не только пожурить, но и очень серьезно наказать. Ну, на самом деле это звучит как приглашение к бою, к какой-то схватке. Ожидать ли нам ответа от Бастрыкина и Колокольцева? И каким вот этот ответ, как вы считаете, может быть? Ну, ответ каким-то образом может быть. Вот сейчас как раз в вашем репортаже видно, как он окружил себя силовиками собственными. То есть все люди сидят в формах. Это еще один вот демонстративный месседж того, что мы сами себе и сила, и МВД, и Следственный комитет. Ну что может, условно говоря, сделать Бастрыкин или Колокольцев? Поменять представителя в Чечне? Ну, это невозможно. Я думаю, что этот вопрос Кадыров лично улаживается с Путиным. То есть он здесь, я думаю, абсолютно обезопасен. Но где-то, например, за пределами Чечни, конечно, будут наносить удары, там, отбирать какие-то авуары у чеченских бизнесменов, которые тесно связаны с режимом Кадырова. Это все будет, ну вот, например, недавно стало известно, что Руслан Байсаров, бывший супруг Кристины Орбакайте, да, получил большой подряд на строительство моста между городом Саратов и Энгельс. Это, по-моему, самый большой подряд за какие-то там за 10 лет. Я думаю, что сейчас туда нагрянут и найдут какие-то нарушения. Вполне может быть. Пытались даже вспомнить, когда были аналогичные ситуации, когда еще Кадыров вступал в такое прямое противостояние с высокими московскими чиновниками. И вот вспоминается его конфликт с Песковым. Они обменивались репликами, когда Кадыров комментировал в том числе и внешнюю политику. Были ли вообще действительно раньше прецеденты, когда Кадыров вступал в такую устную хотя бы конфронтацию, которая выливалась в СМИ и говорила о том, что его отношения с Москвой не идеальны? Ну, было как-то, если помните, когда представители, по-моему, Следственного комитета арестовывали каких-то его приближенных. То есть они ворвались на территорию Чечни, и потом Кадыров
прямо комментировал, что если кто-то без нашего ведома, даже там из страны федеральных силовых структур, сюда влетает, то без разговора просто их расстреливайте. Было такое, но это как бы вот все равно не тот высокий политический уровень. Я бы здесь еще добавил один штришок. Дело в том, что его друг, президент Татарстана Рустам Минниханов, набросился на Володина. То есть он раскритиковал Володина за то, что те принимают закон о местном самоуправлении, который фактически его полностью ликвидирует. И здесь как бы скоординированный удар. Понятно, что вряд ли Минниханов бы набросился на силовиков, но вот в политическом смысле у Рустама Минниханова хватает возможности, чтобы атаковать с другого блока. Это вообще интересная конфигурация. Я думаю, что если чуть подождать, то мы увидим и какие-то другие такие проявления. Может, они знают то, что не знаем мы, о том, что внутри системы идут такие подвижки, что, в общем, в скором времени можем стать свидетелями чего-то крайне необычного. Спасибо большое. Это был политолог Руслан Айсин. Здесь и сейчас. Ну вот в эти дни мы наблюдаем, наверное, самый быстрый из возможных захватов территории. Разношерстная сирийская оппозиция возвращает себе страну. Быстрое падение действующей власти говорит о том, что за практически 50 лет, если сложить время правления сразу двух лидеров, Сирия возненавидела династию Асадов. Например, вот мы видим, как друзы скидывают статуи Хафиза аль-Асада в городе Джарамана. Это уже предместье Дамаска. Население Джарамана — это преимущественно друзы и христиане. Давайте посмотрим, как это выглядело. Битва за Дамаск, которую Асад до сих пор не покинул, как утверждает офис президента, уже, видимо, совсем будет скоро. Повстанцы сообщают, они в 20 километрах от южных ворот столицы. Ближневосточные медиа выкладывают кадры, как солдаты сирийской армии в Дамаске, в его окрестностях спешно переодеваются в гражданское. Более 1000 сирийских военных покинули уже страну через границу с Ираком. Об этом сообщают иракские власти. Появляются кадры и повстанческой армии в Пальмире, в этой самой Пальмире, где несколько лет назад Валерий Гергиев и номинал Путина виолончелист Сергей Ралдугин с оркестром Мариинского театра исполняли концерт в честь возвращения города Асаду при содействии российской армии. В это же время в Катаре происходит и проходит такая дипломатическая встреча, которая называется «Астанинский формат», где Турция, Иран и Россия несколько спешно, вероятно, обсуждают судьбу Сирии. Глава МИД РФ Сергей Лавров запоздало заявляет, что нельзя позволять захватывать Сирию боевикам. Militarily, Russia helps the Syrian army. А что нужно? The air force, which is based at Hmeimim, and we help the Syrian army to counter the attacks of terrorists. What is the forecast? I cannot guess. We are not in the business of guessing. We agreed today with Iran and Turkey to issue a strong call, which I described, and we would be doing some specific steps to make sure that this call is heeded. Ситуацию комментирует и Дональд Трамп, который сегодня находится в Париже на открытии Нотр-Дам-де-Пари. Процитирую его. «Боевики в Сирии находятся на окраинах Дамаска, готовя масштабную операцию по свержению Асада. Россия из-за больших потерь на Украине не может это остановить, и русские и Асад могут быть изгнаны из Сирии, что возможно для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии. Сирия — это бардак, но она не наш союзник. США вообще не должны
вмешиваться в то, что там происходит. Это не наша война. Пусть события развиваются, не вмешивайтесь. Итак, я процитировала, что написал Дональд Трамп. С нами на связи Мариана Беленькая, арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная». Мариана, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, теперь стоит самый важный вопрос. Мир наблюдает за происходящим в Сирии. Хочется понять, вот если эти люди, которые так стремительно захватывают территорию Сирии, которые, вероятно, уже смогут вскоре сместить, свергнуть Башара Асада, что будет после этого дальше? К какому типу правления это ведет? Какая идеология стоит за вот этой группой, которая называется, напомните мне, как называется эта вот политическая группировка, которая главная там? Группировка называется Хаят Тахрир аш-Шам, и это группировка в какой-то степени наследница и Аль-Каиды, и Исламского государства, которая сейчас стремительно борется за смену имиджа, чтобы получить возможность в случае успешного захвата власти получить поддержку внешних игроков, которые считают ее террористической. И здесь сходятся и США, и Россия, и Турция, и еще ряд стран. Понятно. Но у нас уже были прецеденты с Талибаном, когда террористическая группировка получала благословение извне, тех, кто считал ее террористами, если она доказывала, что в состоянии управлять страной. Хорошо или плохо, другой вопрос, но что нужно внешним игрокам, ну, части, по крайней мере, внешних игроков, чтобы их интересы учитывались, чтобы территория была в порядке, не становилась такой местом, откуда идет экспансия террористов на территорию других стран. А дальше пусть что хотят делать. Но повторю, что Асаду, во-первых, нужно режим до конца свергнуть. Ситуация, с одной стороны, очень похожа на то, что было до 16, 17, 18 года. Антиасадовские силы занимают территорию, ту, которую, в общем-то, где были... Ту, которая была вне контроля Дамаска до 18 года, там разные периоды что-то возвращалось под контроль Асада постепенно, но годы и годы ушли, чтобы эта территория вернулась под контроль Асада, а сейчас он ее потерял буквально за неделю-полторы. И это, конечно, скорость поражает воображение. И в отличие от того, что было в начале арабской весны, Асаду не спешат помогать ни Иран, ни Россия, и, в общем-то, пока не очень могут. И без этой помощи Асаду действительно тяжело будет устоять. Но посмотрим, возможно, в какой-то момент начнутся договоры-переговоры, но и мы видим, что вы уже показывали встречу с Танинской тройкой, но пока что Турция, что Россия, что Иран, вернее, в первую очередь Россия и Иран. Вот здесь вот добавлю свое. Если мусульманлар, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан объединятся, без скоростях возьмем Москву, на скоростях, 3 күнде, за 3 дня. 3 дня и все, Москвы не будет. Понимаете? Ну, где вы? Где вы? Вот кем меня бара Москве? Коясыз? Можно и боевиками, учитывая, что у них... Да, они боевики, да. Давайте, чтобы никого... Антиасадовские силы, там очень разные группировки, там и вот и Хаят Тахрир аш-Шам, и протурецкие силы. Вы хотели сказать, что за ними стоит... Да, что появилась сначала информация, что их финансирует и снаряжает, что ли, на эту войну Турция. То есть она самый активный здесь игрок и интересант. О чем это вообще говорит, так ли это? А это не секрет. Во-первых, эти силы, часть из этих группировок, которые занимаются наступлением, они тренировались в Сирии, они абсолютно лояльны Сирии, они жили за счет, Турции, простите, за счет Турции на ее деньги и прочее, прочее. Хаят Тахрир аш-Шам немножко сложнее. Она все-таки не так подчинена Анкаре, как другие группировки, которые контролировали районы на севере Сирии. Она более независима, и, как я уже сказала, Турция ее официально считает террористической, но контакты они поддерживали, и, в общем-то, группировка тоже не смогла бы нормально существовать, если бы у нее
Турция на нее не смотрела снисходительно, не контактировала с ней, потому что это тоже у турецкой границы, и они вполне находили общий язык. И, в общем, Турция не могла не знать про то, что происходит, не могла не помогать, и, в общем-то, без отмашки Турции, если не хотят Тахрир аш-Шам, то другие группировки ничего бы делать не стали, и действительно, Турция сейчас такой король. И если были времена, когда вот все три игрока в сатанинской тройке были, у них был равный вес, или иногда был вес чуть больше у России, иногда чуть в Турции, но в целом они были относительно равны, то сейчас Турция, безусловно, доминирует, ее позиция доминирует, и Турция может диктовать свои условия всем остальным. Я обратила внимание, как вы говорите, на обеление их репутации, что они пытаются каким-то образом гуманно, что ли, относиться к местному населению и всяким меньшинствам. Сейчас тиражируется некая методичка для повстанцев, якобы, где написано следующее. Запрещается стрелять в воздух, чтобы не пугать местных жителей. Запрещается наносить ущерб общественным учреждениям. Запрещается вламываться в частные дома вне зависимости от того, кому они принадлежат. Все бойцы должны покинуть черту городов и отправляться на фронт, чтобы свергнуть режим. Каждый, кто нарушит эти предписания, ответит за это. Как вы считаете, реальный ли это документ и действуют ли вот эти вот, будем называть, положим, боевиками, исходя из этих принципов гуманистического такого подхода к войне? Я думаю, документ вполне реальный, и, собственно, лидер группировки Тахрир аш-Шам Джилани тоже говорил о том, что нужно быть лояльным к местному населению, но есть несколько моментов. Во-первых, не все группировки подчиняются Хаят Тахрир аш-Шам. Они могут действовать вместе, но они все очень разные. И силы, которые набраны в сам Хаят Тахрир аш-Шам, тоже разные. Они могут сейчас действовать так, а потом, во-первых, начнутся между ними и неизбежно начнутся разборки и дележ власти, а во-вторых, никто не гарантирует, что они продолжат так дальше оставаться лояльны, но сейчас действительно это показательно, потому что Хаят Тахрир аш-Шам и остальным нужно будет завоевывать, заручиться поддержкой внешних сил, чтобы они согласились на то, что они возьмут власть в Сирии в свои руки, в случае, если режим пойдет или будут уговаривать режим идти с ними на диалог и так далее, если не до конца пойдет. Спасибо большое. Это была Марианна Беленькая, арабистка, автор телеграм-канала «Фалафель». Здесь и сейчас. Итак, довольно сенсационная история. В Лондоне сейчас проходит масштабный процесс по делу о шпионаже, в рамках которого перед судом предстала группа агентов, работавших по поручению бежавшего экс-менеджера Wirecard Яна Марсалика, и работали они в интересах российского разведывательного агентства. Двое из 5 этих агентов уже признали свою вину, и в ходе судебного разбирательства стали известны довольно пикантные подробности. Как минимум двое из них это болгары, и девушку зовут Ваня Габерова, а молодого человека, шпиона, Бисер Джамбасов. Их задержали в довольно удивительной ситуации. В 2023 году их брали прямо в постели в обнаженном виде. По данным прокуратуры, это естественным образом указывает на их близкие отношения. И отдельно интересная фигура Вани Габеровой. Ее подозревают не только в шпионаже в пользу Российской Федерации. Она якобы должна была соблазнить известного журналиста-расследователя Христа Грозева. И, судя по всему, ее операция провалилась. Сейчас она под судом. Детали этого процесса будут известны после приговора. Ну а сейчас у нас короткая реклама, и мы вернемся. Здоровье
здоровье с доставкой на дом. Сертифицированная немецкая интернет-аптека на русском языке аптека.de осуществляет доставку оригинальных немецких медикаментов и витаминов, в том числе в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Израиль и другие страны прямо до дома. Более 100 тысяч наименований в каталоге. Ведущие немецкие производители. Гарантия от подделки. Аптека.de. Здоровье. Так. Достал это. Реклама. Так, Фарук Шами этот поистине. Ну-ка, Руслан Айсин, что говорит про это? Кто такой Фарук Шами? Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин. И сегодня мы будем беседовать вновь с нашим братом, военным корреспондентом Фаруком Шами, который находится сейчас в гуще всех событий в Сирии и постарается сегодня по мере своего понимания, знания и компетенции с нами поделиться с тем, что там происходит непосредственно. Ассаламу алейкум, брат. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую всех. Ну, мы поздравляем всех братьев, всех сестер, и которые в Шаме, которые не в Шаме, все искренне радуются и возносят мольбы, благодарности Всевышнему за то, что наконец-то эта благословенная земля обретает свободу и избавляется от тирана. И вот мы видим, брат, последние новости, что, дескать, уже люди выходят на окраины Дамаска, вот как здесь на видео срывают плакаты Асада и готовятся к встрече с освободителями. Какова обстановка и действительно ли уже муджахиды не подходят к Дамаску? Для начала приветствую всех, ассаламу алейкум ва баракату, братья и сестры, баракаллаху фикум за то, что пригласили, брат Руслан Абы. Очень приятно. Что касается того, что здесь сейчас происходит, то, естественно, это, честно признаюсь, никто не верил в это, никто не... Были тяжелейшие подготовки, да, эти годы во всех направлениях, то есть все средства были направлены на вот это направление Шахин, как вы слышали, беспилотники, наверное, тяжелую артиллерию и на подготовку муджахидов, то есть очень тяжелая подготовка была все эти годы, где-то 4-5 лет, постоянная подготовка, сами в нужде находились, но все тратили на вот эти направления, вот, чтобы от уровня джамата перейти к уровню государственности. На это было потрачено практически все ресурсы, чтобы государственные институты также сделать. И мы сейчас видим как раз-таки на поле боя это не просто разрозненные джаматы, которые туда заходят, это регулярная армия, которая заходит по приказу. Я был в Хаме, сейчас в Хомсе тоже на походе был. Армия вот так стоит, просто отряд за отрядом и просто ждет приказа. Их ничего не останавливает, кроме как приказа. То есть настолько она упорядоченная, настолько она подчиняющаяся, что она может просто снести города, но она ждет и терпеливо ожидает приказа для входа. И этим она сейчас отличается от тех боев, которые ранее бывали. И действительно сейчас волной или же лавиной просто города берутся. И политика, конечно же, вместе с этим политики очень хорошо работают. Они одновременно с тем, что наступление идет, они проводят договора с этими таваев, да, то есть людьми, которые принадлежат к другим религиям, к другим нациям. И им предлагается просто сдать город и не пускать в этот город военных. На что они соглашаются, и в этом городе не бывает там перестрелок, вообще ничего там не трогается. Просто город, армия, которая сейчас у нас идет, она обходит, заходят туда государственные структуры, начинают им порядок делать, условия давать, там еду раздавать и все. То есть этот город военных вообще не видит. Исключительно заходит Министерство внутренних дел, туда ставят там полицейских, вот, для их же безопасности, да, опять-таки. Это мы видели в городе Алеппо, где живут христиане сейчас. Это мы видели в Хаме, да, где живут алавиты также, где живут христиане также. Вот, то есть с точки зрения политики, с точки зрения военной, вообще операция идет
безупречно, на это отмечают ну, и западные, и восточные, все практически, и аналитики, и эксперты, и даже государственные структуры из других стран это отмечают, что эта армия, она настолько упорядочена, настолько она, как сказать, стабильная, что ну, ее остановить уже ну, не вариант, она будет брать Дамаск. И действительно сейчас до нас доходит, что Хомс уже берут, в центре Хомса находятся, просто там интернета нету, и пока руководство окончательное объявление не даст, это не будет объявлено, но, скорее всего, город Хомс тоже находится уже под силами КВО, это командование военными операциями. Как я уже сказал, это все превратилось в государственную структуру, и назвали его, ну, военную часть назвали командование военными операциями. Если кто-то захочет войти в бои, да, имеется в виду из разных группировок там, под контрольными Турциями, они сначала должны координировать, должны получить разрешение, должны получить полное как бы, добро от командования военными операциями. То есть здесь, опять-таки, все решает вот это командование военными операциями, и постепенно они заходят. С юга вышли на связь, опять-таки, КВО, и получили добро на начало операции. И сейчас эта операция с юга прям сметает все с пути и дошла до Дамаска. Прям окраины Дамаска сейчас полностью взяты. Я недавно опубликовал фотографию Сидная. Говорят, уже вокруг Сидная идут бои. То есть там Шабиха, который находится, солдаты режима Асада, которые истязали мусульман все эти годы, насиловали мусульманок и убивали мусульман там под пытками. Сейчас они получают мощнейшие удары со стороны муджахидов КВО, и оттуда уже натиск идет в сторону Сидная. Пока официальных данных нету, но это... Пока мысль не улетела, мана туғанлар көресізме, какой тактикой они действуют. Бізге, башқұртларға, татарларға, чечен, дагестанларға, мына шул 4 милләткә, мен әйтеп торам бит инде. Үзебезне иман белән без Мәскәүне шулай ук басып алырга может без. Булар нинди шәһәрләрне, нинди масштабны баса. Безгә 1500 километр всего лишь. Беләсезме? Булар огромный территорияны уже үттеләр. Безгә андый цель юк. Булар шәһәр алалар. Безгә шәһәр аларга кирәкми. Безгә бер генә аждаханы башын алырга, Мәскәүне генә. Мәскәүне генә башын алсак, без тамам, калганнары сразу заткнутся. Понимаете смысл? Шуларга әйтәм бит инде. Менә шулар нинди игәлләгән икән шул смыслны. Мен бит инде до этого постоянно говорю. Һәрбер алган дәүләт менә шул шәһәрләрне булар үзенекен эшләргә уйлыйлар. Мин шулай дип уйлыйм инде. Бездә дә шулай булырга тиеш. Башкортстан алырга тиеш Перемне өстендә, как всегда я говорю, что за нахрен 4 буквалы, блядь. Әллә нәрсә кәенде, блядь, онытам постоянно. Коми, блядь. Коми и Ненецию. Ненеция, Коми, Перем. Менә шул җирләрне полны бездә басып алырга тиешбез. Менә шундый ук макарым. Bizning Qirg'izda, Kurshibizda вообще bir urus bo'lmasqa тиеш. Osta Qozog'iston, üstte Озакка xatli Дамаре, это все наше будет. Вот эту тактику нам нужно вести, понимаете? Культурно, по-исламски. Bir kimni o'tirmishi, qarshi üstibizga urus kelsa gina o'tiramiz. Булай тотынмаска. Главное Мәскәүгә барырга. Мәскәүнең юлында нинди препятствий бар, бүтүнесен алып шүргә. Ул препятствий була, анарга әзер булырга тиешбез без. Менә шу и все. 1000 километр. 1500 километров. Все, и все. Шуның белән эш бетә. Шуннан уже үлгән калгандан без дәүләт корырга тиеш булабыз. Кем кала икән, аларга, как всегда я говорю, расписать по бумагам все, что должны четко они делать. Вот и все. Тактика, самое главное, забрать все земли рядом, которые прилегают к Башкортостану с Татарстаном. Все земли должны быть наши. Все. Bir урыс калмаска тиеш анда хуҗа булып. Урыс эчендә кала инде, само собой, урысны бит инде без полный кырмыйбыз бит инде, блядь, маньяк түгел дә инде без. Вот хуҗа булып bir урыс калмаска тиеш. Само собой, Челябинск дигән ул кирип китә безне эшкә и так далее. Уже за Челябинск, туда уже я постоянно тоже говорил об этом, уж не буду 1000 раз там говорить, потому что это не наша траектория. А так до конца будет собраться бурятами, якутами и так далее. Это вся ихняя волна, короче. И в оконцовке отделение Уссурийска, Владивостока, Бикин, вот это все, вот это поеботину нахуй, край отдаем Японии. Точнее, не отдаем, продаем. Продать надо им.
за хорошую сумму, блядь. И разделить между всеми регионами эти бабки. Достоверные данные, да, то есть оттуда нам сообщают. Здесь была подготовка, чтобы люди понимали, да, как это все происходит. Здесь была подготовка около 5-6 лет, с 2017 года, как образовалась Курдыгыз 5-6 лет подготовки шло. Курс на вот это все. И с этого времени началось связывание, да, то есть налаживание связи с югом, с севером, с Дейр-эз-Зором и с разными частями, и оттуда все вот эти ячейки, которые ранее работали, это все работало отсюда. То есть приказ был отсюда, единый центр был здесь, это просто не разглашалось. И вот час X, когда настал, в Дейр-эз-Зоре там племена сейчас восстали, вы слышали, наверное, Дейр-эз-Зор не под курдами, а под племенами, они там сейчас ведут бои. В Сувейде, в Кунейтра тоже взяли силы повстанцев уже, опять-таки, полностью. Кунейтра это уже к Ливану ближе. Да, брат? На границе с Ливаном, да, Кунейтра ты имеешь в виду? Да. Вот, сейчас я вот еще раз открою. Кунейтра с Ливаном и с голландскими высотами как раз-таки. Да. Голландскими высотами. Вот, с Сувейда, с друзами давно был договор о том, что мы друг на друга не нападаем, в случае чего помогаем друг другу. С друзами, да? Это опять-таки на границе с Израилем получается, да, у нас, да? Вот, и друзы тоже оттуда восстали, и как бы координируя свои действия с КВО, они оттуда взяли. И так получается, что полностью юг Сирии откололся от Сирии сейчас. От режима Башара Асада. И в координации сейчас с КВО. Вот. И с восточной стороны сейчас курды пытались Дейр-эз-Зор взять и еще что-то. На них восстание пошло арабских племен. Насколько нам известно, город Дейр-эз-Зор сейчас находится под арабскими племенами. Там не курды заправляют. Вот. И внутри курдов СДС, это сирийские демократические силы под командованием Америки были. Америка сразу же заявила о том, что она не хочет здесь управлять ничем и что внутренние дела Сирии не будет. С севера турки сейчас начали наступление на курдов, и скорее всего сейчас ожидается то, что Америка выйдет на связь с руководством КВО и, начнет договариваться о сдаче определенных территорий именно на КВО. Аллаху алям. То есть ожидается вот это. Но для этого сейчас Дамаск должен был взять. И все идет к этому. А город Хомс, скорее всего, эту ночь уже полностью зачистку закончат. И так получится, что у нас дорога прямо на Дамаск с севера Сирии откроется. Там города мелкие, как Думейр, да, получается, остались. После Хомса имеется в виду. И я думаю, скоро в Дамаск придется поехать. Иншаллах. Вот смотри, Дональд Трамп. Да. Смотри, Дональд Трамп заявил буквально сейчас. Боевики в Сирии находятся на окраине Дамаска. Готовим масштабную операцию по свержению Асада. Россия из-за больших потерь в Украине не может это остановить. И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии, что возможно для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии. Сирия это бардак, но она не наш союзник. США вообще не должны вмешиваться в то, что там происходит. Это не наша война, пусть события развиваются, не вмешивайтесь. То есть он призывает напрямую как бы не вмешиваться и выпайтесь и делать вам там. Получается нечего. Так или иначе, скажи, пожалуйста, а как происходит отлов тех, кто связан с Мухабаратом, вот эти Шабиха, я просто напомню нашим зрителям, это криминал, которых режим поставил на службу себе. Вот идет ли там какие-то вопросы зачистки, то есть как эти люди, которые вот, я видел, как один генерал такой лысый, который расстреливал, да, людей на камеру, его отловили в конечном итоге. Это как бы тоже отдельная точечная работа проводится параллельно, общевойсковой. Да. В общем, ситуация такая, когда армия подходит к вот этим бандитам, да, она им ультиматум ставит. Если вы сейчас сдаетесь, вы спасаете себе жизнь до шариатского суда. То есть над каждым из шариатский суд будет, если крови на их руках нету, да. То есть это определенная процедура уже будет, шариатский суд. Вот, если на их руках крови нету и так далее и тому подобное, возможно, их амнистируют. Вот, то есть им безопасность именно сейчас, на данный момент, дается,
когда армия подходит к ним, то есть с ними связываются, предупреждают, говорят, вы окружены, и кого мы не увидим сдающимся, все, вы будете уничтожены там. Дается определенное время, и вот сейчас с братом военным сидел, одним из военных командиров, он рассказывал вчера, как это все происходило, подошли к одному определенному местности, да, деревни большой, там были... Если он говорит правду, альхамдулля, вот акл пришел наконец-то этим мусульманам не так тупо воевать, как эти, блядь, быдлы тоже, блядь, воевали они, блядь, годами, но нихуя у них не получалось. Почему? Потому что, наверное, воевали как афганцы. Вот у афганцев почему нихуя ничего не получается? Потому что как идиоты воюют, блядь. А если ты воюешь по-человечески, блядь, нахуй, у тебя, наверное, будет, блядь, баракят, получается, и выигрыш. А не так, что как быдло народ, блядь, воюешь, вот подобие Путина, нахуй. Конечно, ты ничего не будешь добиваться. Вот сейчас, по его словам, получается, вроде бы они конкретно красиво воюют. Я так понимаю. Если, конечно, это не пиздеж. А если они тоже так же мочат все по дороге, нахуй, всех закапывают по дороге, как Путин, нахуй, ну, я считаю, что это тоже это не так. Ну, если это когда-то, если вот так получится, если на самом деле, как они воевали, правда, пусть это будет вот таким образом, блядь. Если они на самом деле, блядь, так рассказывают. А так, если будет это пиздеж в оконцовке, нахуй, я думаю, нахуй, ну, больно, блядь, радоваться над ними тоже не надо будет, я так думаю. Потому что самая первая задача, блядь, у них, как и у нас, блядь, свергнуть нахуй Путина. А у них этого осада какого-то, блядь, осадок ебаный. Вот одно и то же, блядь, нахуй. Как и, блядь, в 41-м, 45-м, как мы, наши предки наблюдали Гитлера. То же самое, блядь, там другой Гитлер, нахуй, здесь путинский Гитлер, блядь, вот и все. Задача одна, нахуй, уничтожить вот эту власть. А мы спим. Много шабихов вот этих. И когда предупреждение от сил КВО подошло к ним, 11 солдат вышли и сдались. А там было, там были еще и другие, которые, может, испугались, может, еще что-то, то есть их всех уже положили. Вот. И с ними там уже не шутят, подходят, как и подобает, говорят им, сдавайтесь, вас не трогают. То есть мы слово держим свое. Вот. А те, которые выходят, их аккуратно вывозят, их никто не трогает, их кормят, их дают воду, да, дают безопасное место для жилья и так далее и тому подобное. Это до судебных разбирательств. То есть позже судебные разбирательства будут, да, над преступлениями и так далее и тому подобное. А сейчас конкретно с ними занимается, комитет сразу же сделали по амнистированию, им временные карточки дают, их зафиксируют, они на свободе гуляют. То есть их никто не трогает, им временные карточки дают, они свободно могут передвигаться здесь. Вот. Но это все под надзором. Здесь, как я уже сказал, не только муджахиды, там инжимасы есть. Здесь полностью государственная структура, внутри есть служба безопасности, которая полностью управляет такие моменты. А также есть полицейские участки здесь, да, которые опять-таки регулируют то, что происходит в городе. Порядок полнейший. Вот. И служба очистки города есть и так далее. Вот. И это все контролирует ситуацию здесь. Получается, все государственные госорганы, госучреждения, все взяты под контроль на новых территориях. И вот я сегодня был в Хаме, уже некоторые из них работают. То есть как стабильно уже работают, как государственные. А с этими шабихами, им каждому из них предложено, если вы сейчас не будете проливать кровь, мы вас не тронем пока. До официальных заявлений вас, то есть с вами будут проводиться уже определенные процессуальные. Так, Ики Сагат уже вызван, да? Вот. Скажи, пожалуйста, сейчас уже подход как Да, понятно, то есть пока им гарантируют свободу, безопасность, а потом будут проводиться следственные мероприятия, как говорят в таких случаях. Да. Скажи, пожалуйста, что известно о судьбе Асада и его семьи? Вот это тоже я вам постоянно говорил. Вот такая же фигня мы должны будем делать. Хабирова, Минниханова, Шаймиева, Кадырова и всех вот этих хуеплетов нужно будет в одну кучу собрать и всех, как говорится, переодеть в памперсы.
И, как говорится, как он говорит, воду дали, блядь, нахуй, еду дали. Ну вот дадим им, нахуй, черный хлеб, блядь, и воду, так скажем, блядь, и памперсы, блядь. Пусть переодеваются. Вот так собрать нужно будет этих пидорасов, этих узкожоповских манкуртов, блядь, и в одну кучу, нахуй, загнать, нахуй, в один обезьянник, пусть сидят, думают, что они натворили. А потом уже, как говорится, решать ихнюю судьбу, блядь, нахуй. Или, блядь, на показ Москву, блядь, строим, нахуй, там огромное место этого, блядь, как всегда, Кремля, нахуй, огромный, нахуй, такой колбу, блядь, нахуй, стеклянную, и там они будут жить, нахуй, как звери. Вот примерно так. И это должно продолжаться до ихнего смерти, блядь. Показуха такая должна быть над ними. Это будет идеальный вариант. И вообще, есть ли у него там авиация сейчас? Как они себя ведут вот, на подходах к Дамаску? То есть полностью бегут или что-то пытаются сохранять? Ну, в целом авиация есть, но она настолько хаотично работает, только один самолет или два самолета, они хаотично бьют по мирному населению, как в качестве мести, я не знаю. Вот. На поле боя абсолютная просто дезорганизация, они не понимают, что происходит. Вот, когда армия, я же говорю, армия подходит и ждет, пока со стороны руководства, да, политики свое дело делают, общаются с главами племен, общаются с главами местностей, да, им предлагается сдать город без боев, им предлагается амнистия там и в этом роде как бы порядок. И пока это не случается, армия стоит у порога города и ждет. Даже если их закидывают бомбами, даже если их что-то там, она просто ждет приказа и не вступает в город. Вот. И ровно поэтому быстрые захваты городов не происходят. Хотя, ты же понимаешь, да, города-миллионники, как Хама, как Алеппо, они за такое короткое время при должном сопротивлении они бы не пали. Но армия не сражается, старается не сражаться и ждет, пока руководство, в данном случае КВО, да, Абу Мухаммад Джауляни, не даст приказа сам лично зайдите в город. Когда дает приказ, уже штурмовые группы заходят на зачистку города. То есть все проверяется, и оттуда уже народ сам выходит, показывает, вот здесь Шабиха, вот здесь он прячется, вот здесь они там прячутся, ну и так далее. Вот. И в этом порядке идут дела на фронтах. Что касается Башара Асада, то до сей минуты, насколько нам известно, его семья вылетела уже, его множество пропагандистов вылетели из Сирии, насколько нам известно, журналистов там, ну, ярых таких пропагандистов. Вот. А он сам до сих пор пытается держаться в Дамаске, чтобы окончательно не пала власть, скорее всего. Это то, что нам официально известно. Понятно. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то случаи, условно говоря, когда они минируют города, как, например, вот в Израиле это делали сионисты, когда минировали Коран, например, ну, или представители иранского режима. Трагедия. Есть ли такие факты? Да. Недавно в местности Халат Аль-Мудих там заминировали Коран. То же самое делали, как сионисты, заминировали Коран. Некоторые моменты такие были, ярые такие шабихи были, они такие подлые вещи делали из-за той лавины, которая на них надвигается, да, вот силы муджахидов, они абсолютно не знают, что делать. Вообще, ну, то есть, вот в город Хама я был, большинство из солдат были просто, ну, как бы, ликвидированы в попытке бегства. То есть они, ну, не могли даже нормально сопротивляться. Сдалека самолеты кидали что-то, сдалека что-то пытались сделать, но конкретно они сопротивление дать не могут. Вот. Из-за той мощи, которая на них надвигается. Смотри, сейчас вы... Не из-за той мощи, добавлю тут свое, Аллах Та'аля дает им, открывает ворота, которые верят в Аллаха и идут за справедливостью. Поэтому тегелер уже мандаражда. Мандаражда олар білмейлер нәрсе эшләргә дальше. И исходя от этого, у них, как говорится, уже, ну, так скажем, условия приводятся со стороны Аллаха к ним. Страх, понимаете? И после этого у них мандраж, они ничего не могут отпор дать даже.
А почему? Потому что уже в этом пути встает Аллах Та'аля. Это чисто для... Если bizni ishimizda boshqa Totar, Chechen, Dagestan ishida shunday qo'rqmay turgan kishilar jiyilsa, mana bizda shulay 3 kunning ichida Moskvani allaqachon bosib olar edik. Даже тут 3 года Украина, война, которая идет, и они как бы на нас сейчас, как говорится, бочку катят, типа, что вы не идете туда-сюда, этого не было бы. Если бы вы давно это сделали бы. Давно. Допустим, если даже я поздно пришел к этой теме, до этого были Кашапов 30 лет, блядь, ждет, когда, блядь, кусок хлеба кинет турк, блядь, этот Эрдоган сраный. Габасов хуй поймешь, что ждет. Раньше меня начатые люди. Чё, они-то ничего не могут делать, блядь. Почему? Потому что, нахуй, оларны ишинде мусульманлыкны мысы да юк, нахуй. Вот в чем проблема ихняя. И когда говорится, блядь, джихад, и когда говорится ради Аллаха, таваккаль Аллах, в этот только момент совершаются дела. А до этого нихуя. Бөтөнігіз, блядь, остығызға тышып, сиіп, ятасыз, қурқып нахуй, лишь бы до меня кто-то не пришел, блядь. И таким же образом приходят за вами все равно узкожопые и забирают вас в армию, нахуй, силы, блядь, и вы там умираете. Вот и все. Вычитал как раз на ливанских ресурсах, что Хизбулла сознательно не вмешивается, то есть они вывели все свои подразделения, советников, и сейчас просто сосредоточились там у границы с Ливаном, так же, как и Иран, полностью такое ощущение, что они просто сдали Асада и не собираются таким образом участвовать. Ну и увидел, что ряд сирийских каких-то якобы перешли границу с Ираком и им дали Официально. Сколько? 2000? 2000 официально иракская сторона. Да, 2000 солдат. Вот, соответственно, получается, что и та, и другая сторона фактически как бы уходят и даже не думают о том, чтобы вести какие-то действия против повстанческих сил. Да, здесь несколько факторов сыграло свою роль очень сильно. Во-первых, я считаю, что это организованность наступающей стороны, да, и когда они видят организованность наступающей стороны, они примерно представляют, эта армия на что способна. И вторая часть – это дезорганизованность как раз-таки обороняющейся стороны. Вот, стоит ли на нее ставку делать? Когда они увидели именно, допустим, первые оборонительные линии, это в городе Алеппо, да, и уже в Дадехе, где мы были под авиаудары, как раз-таки в объект попали, когда первые оборонительные линии ломались, там удар был настолько сильным, что деморализация моментальная была армии Башара Асада. Здесь приготовили беспилотники разных размеров, обычные беспилотники, которые снаряды кидают, плюс беспилотники камикадзе размером в дом. Огроменный беспилотник просто прилетает на дне штаб-квартиры и взрывается. Это где-то, я не знаю, тонна, наверное. То есть такие вещи приготовили здесь. Это стараются они не афишировать, но я сам видел такого рода вещи, что очень страшная вещь. Плюс ракеты, которые они приготовили, ну, к сожалению, мы не смогли это все показать, но первая волна вот этой операции, она настолько мощная была, что армия Башара Асада просто была деморализована этой атакой. Там ракеты на них падали, может быть, 2 тонны. Что-то делали здесь. Все это время, я же говорю, шла подготовка определенная, да. И когда они увидели вот эту подготовку, как разведка работает, как беспилотники просто накрывают их штаб-квартиры, очень... И Мишунарға айтам, мында еще численность, вот если кто знает численность, потом в телегу найдем, закинем, численность вот этих людей надо понять, какая численность пошла до, вот идет, вот какая численность идет, 10 тысяч, 50 тысяч идет, от этого исходя мы будем понимать, сколько нам нужно, допустим, вот как они идут. Мен сізге постоянно говорил, хотя бы по 1000 человек с региона, блядь.
И нам хватит это. 1000 человек с региона, блядь, 86 регионов, если, блядь, нахуй. Это 86 тысяч было бы, блядь, понимаете? Ну, хуй с ним, блядь, нахуй. Хотя бы, нахуй, 10 тысяч собрать, блядь. 10 тысяч людей собрать, на Москву идти, блядь. И у нас, блядь, как у них, блядь, видите, бомбили и так далее. Да там нам, блядь, и бомбить ничего не надо будет, нахуй. Потому что вся дорога будет для нас, блядь, по сути, открыта, блядь. Потому что против нас, нахуй, народ не встанет. Имейте в виду. Против нас, нахуй, только могут стать, нахуй, вот эти Эйнштейны, блядь, Кутина Сигельган, нахуй, и путинская вот эта басота, нахуй, и пару человек, и все. А другие также, вообще, как он говорит, нахуй, как Асада скоро сдадут, нахуй, также Путина сдадут, блядь, сами сдадут. Вот посмотрите, блядь, нахуй, если мы к этому дойдем. Понимаете? Может там до хрена смертей даже не будет. Просто тупо они сдадутся, когда мы встанем. Понимаете? Мана шуны эшләргә кирәк. Они так, что, блядь, нахуй, көндә сезгә, блядь, лекция укыйм, нахуй, блядь, это все надо, а? Уже кымылларга кирәк, уже, блядь, кулга, блядь, Куранны алып сөрүгә кирәк, нахуй, Мәскәүгә карап, блядь. И все. Шуның белән бөтен нәрсә тукты, югала, Украинада тынчы. Все. Грузия, которая начиналась, тоже успокоится сразу, блядь. Понимаете смысл какой? Сколько зайцев мы с одного удара ебанем, блядь. А сіз шуны аңламыйсыз. Башкортстан, Татарстан, особенно без турга тиешбез, блядь. Потому что без центральный уртада турабыз, нахуй. Центральный, нахуй, Россияны тутып турабыз, блядь. Без турсак, блядь, бүтін дөнья тура, понимаете? Шунарга бит мен тырышам, блядь, sizni bostырга. Ничек булса да без басырга тиешбез. Казахстан артта, тыл есть у нас, проблем нет. Первая задача дойти до Москвы, вот и все. Мен 100 marta aytdim sizni. Men sizni olib boram kerak bo'lsa. Men olib boram sizni, блядь, Moskvaga нахуй. Главное, блядь, нахуй, ульсам, мені ортымнан доделайте дела, блядь. Доделайте дела. Вот это задача наша. Вот и все. Российских тоже здесь сил было убитых, просто это стараются не показывать, чтобы Россия быстрее ушла. То есть, в общем, такая тема. Но я сам своими глазами видел базу российскую, там, ну, шевроны, не шевроны, там, убитых этих, вот, много этих моментов было. И они не ожидали такой подготовки. Они не ожидали. И когда увидели, что натиск настолько мощный, что если они хотят остановить, они пол своей армии сюда должны привести сейчас. Действительно очень сильная подготовка. То есть Аллаху барик, это, ну, не хвальба, но это то, что мы на поле боя видели, что и русские, и иранцы увидели это. Подготовка в военном плане, подготовка в политическом плане, да, когда гарантируется безопасность иноверцам, их выводят полностью с игры. Да, то есть иноверцы, раньше Башар Асад их же пугал в основе своем, пугал, говоря, вас придут там злые террористы, голову отрежут, там, и народ тоже самое пугал. Когда город Алеппо освободили, туда сразу структуры правительства спасения зашли, начали им еду раздавать, начали продовольствие раздавать. Те сразу начали связываться со своими родными в Дамаске, в Хомсе, там, в Хама, там, начали рассказывать, что происходит, и те уже готовы были принимать это все. То есть готовы были принять муджахидов самих. И с точки зрения политики, и с точки зрения освещения медиа-организации, она на настолько высоком уровне была, вот эта вся, я не знаю, на русском языке мы смогли ли передать всю эту атмосферу, но на арабском языке, наверное, 50 медийщиков, 50 журналистов-медийщиков разного ранга, они на передовых линиях под бомбежками освещали это все. То есть как это наплыв идет туда. Соответственно, это тоже на армию влияет, на вражескую армию. И когда это все они увидели, то они поняли, что обороняться, во-первых, нечем, то есть это деморализация масштабная, да, и, во-вторых, это армия, которая на них надвигается, она просто так не остановится. Она, официальным данным, 60 тысяч муджахидов передовых. 60 тысяч, да? Да, 60 тысяч сами заявили руководство КВО. Ну, это большая сила. Действительно, если они действуют скоординированно и отлаженно, то, конечно, противостоять такому просто нереально. И сейчас удары настолько они массированные со стороны муджахидов, что днем и ночью наступление продолжается. То есть есть определенные отряды, ну их множество просто, ночных групп, это с тепловизорами, там беспилотники их прикрывают, да, получают.
это снайпера там ночные. И то же самое днем. То есть днем и ночью натиск не уменьшается. И ровно поэтому армия, которая там, им противостоит, они не знают отдыха. То есть на них лавина идет, оно увеличивается. И плюс ко всему этому, из-за того, что авиация перестала практически работать, подкрепления приходят новыми волнами. И мы видим такую картину, что просто не справляются, армия, которая там по ту сторону, она не справляется с этим. Соответственно, России и Ирану невыгодно это все поддерживать. Это все... Сейчас, секунд. Так, 6 киши утра. Только тактым гана тобаны. Духовкага, так. 6:12. Будильник куимена. Сейчас дослушаем их. Это дырявый мешок, туда сколько бы ты сейчас денег это не вроде ведет этот узбек шекелек, узбек или таджик. Людьми из Хамы, вот сегодня я там был, люди там настолько истощены, просто голодные, и постоянно говорят, здесь поборы. Об этом этот писал, Блохин писал тоже, что постоянные поборы на постах. То есть кто бы ни прошел, у них там деньги забирают. Кто бы ни прошел, деньги забирают. То есть народ устал от этого тоже. И когда это все объединилось, на подходе уже в городе Хамы, когда первые отряды зашли в город Хамы, народ встал и начал показывать на Шабеха. Вот он Шабех, вот он здесь, вот он там. То есть начали помогать муджахидам в зачистке тоже. То же самое сейчас происходит и в Хомсе. То есть на зачистку сам народ помогает им. И тут добавлю свое. Мына Башкортостан һәм Татарстанда һәм башка жерлерде, когда без келе торган булсак, Алла берсә, таким же макаром, может даже мы больше, как говорится, уже наточенные будем, когда будем заходить. Bütün халык безгә будет карсак делать, как это, хлопать ладоши, понимаете? Почему? Потому что аларда шундай ук нахуй хазыр тирания да, блядь, нахуй, шундай ук рабство да, понимаете? Им нужен кто-то. Особенно Башкортостан һәм Татарстанга, особенно бана безнең халык ул көтеп тора ул аны. Без утрабыз, блядь, авызыбызны ачып нахуй, слушая меня, слушая этого Руслана Айсена с этим комментатором и так далее. Пиздеть нахуй потом тоже можно, после победы. Понимаете, после победы более вкуснее будет, понимаете? Бездә кайтабыз үйебезгә үлмәсәк, яшибез Башкортстанда, кемдер Татарстанга кайта, яшәмәсик чит илләрдә. Mana shu әйберләрне дә уйларга кирәк. Бүтән әйберләрне уйлап торып, без шул мустақилликны алырга тиешбез, үзебезне, независимостьне. Только так. Так вот. Есть информация, что, дескать, Россия пытается тянуть и мобилизовать все свои оставшиеся там ресурсы в Латакии, в Хунимиме, и якобы попытается закрепиться там, для того, чтобы удержать этот плацдарм. Насколько это вот действительно? Сразу скажу, удержать этот плацдарм им здесь никто не даст. Никто не даст, это понятное дело, какой бы силы там не было. Просто силы, которые сейчас есть здесь, они, наверное, сейчас можно сказать, да, оборона провалилась, на 30% может быть использовали свою силу подготовку. Плюс-минус. Плюс здесь руководство, насколько мне известно, это из приватных уже бесед, ультиматум поставило русским, мол, вы не включаетесь, и мы вас не трогаем тоже. То есть Хмеймим мы оставляем пока, чтобы вы аккуратно, спокойно могли выйти. Вот. То есть об остатке российских войск здесь, по-моему, речи не идет и не должно идти. То есть это, как арабы говорят, мустахиль, это невозможно. Да. У них, да, против такой армии, как бы это просто... Они слишком много вреда принесли этому народу. Почти каждая семья потеряла своего родственника, там, отца, мать, ребенка. То есть это... Я не думаю, что сирийцы оставят их здесь в сохранности, если они останутся. То есть это из невозможного. Поэтому им, конечно же, лучше, пока они целы, здоровы, там, я не знаю, не потеряли своих остатков, лучше выйти. Потому что смысла нету оставаться здесь. Их никто здесь не поддерживает. Башар Асад все уже. Да, живой труп.
Скажи, вопрос Голландов волнует очень многих. Планируется ли, знаешь ли ты об этом, деоккупация Голландов, то есть территория, которая как бы принадлежит Шаму, но которая незаконно оккупирована сионистами десятилетия назад? По сути дела, если мы посмотрим Шам это же большая земля. Шам это и Палестина, и Иордания, и Ливан. Вот. А насколько я знаю, из заявлений в целом руководства, то эта операция, она изначально и до конца нацелена на режим Башара Асада. На режим Башара Асада. О дальнейших своих действиях они ничего не говорят. Они говорят, мы с соседями ссориться не будем. То есть пока мы не будем ссориться, скорее всего, нужно сначала полностью решить вопрос с Башаром Асадом и привести в порядок эти местности, да, потому что слишком много здесь разрушенного, слишком много здесь пропаганда работала. То есть здесь у людей в голове каша какая-то. Мы заходим, мне молодой человек говорит, и мы ждали, говорит, каких-то там бешеных зверей, которые придут и начнут нам голову резать. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Мы же братья, как мы это будем делать? Вы как себе это представляете? Нет, говорит, вот так нам объясняли, что вы сейчас зайдете и будете нам голову резать. Я говорю, не сейчас тогда. Зачем нам это надо? Шутим мы с ними. В общем, в Алеппо очень сильно люди, как сказать, половина Алеппо же еще не было освобождена во время революции. Люди испуганы, напуганы именно пропагандой. А другая половина, она прекрасно понимает, кто есть кто. В городе Хама встретили муджахидов с объятиями, просто там сладости раздавать, там первые отряды им помогать, там что, где находится. То есть в городе Хама намного уже более приветливые люди. Вот. И, соответственно, здесь народ полностью консолидирован на этот счет, но все равно нуждается в том, чтобы это все реорганизовать и все вот эти государственные структуры привести в порядок, потому что это коррупция, это беспредел, оно нуждается в том, чтобы его уничтожить полностью, вот эту систему с нуля прям, и систему образования, и экономику, и все остальное, и вот на базе правительства спасения, да, уже справедливого, законного уже как бы правительства, нужно потихоньку построить страну. Скорее всего, понадобятся годы, чтобы что-то за пределами Сирии говорить. Аллаху алям. Да, Аллах знает лучше. Здесь, вот ты говорил о племенах, предводители которых заключают сделку и, соответственно, переходят на сторону сил объединенного командования. А вот вопрос с курдами, соответственно, не сколько с курдами, сколько там с Рабочей партией Курдистана или EPG. Получается, там турки как бы этот вопрос тоже будут решать, но в согласовании, да, с правительством спасения. Что касается курдов, насколько мне стало известно, я до конца не знаю, насколько это, во-первых, имеется место быть и во сколько это может быть реализовано. Есть такие данные, готовы с КВО сотрудничать, но не с турками. Вот, с КВО сотрудничать и то, что КВО скажет там делать, имеется в виду. Вот, а с турками они вообще не готовы сотрудничать, насколько я знаю. Вот, и турки на них действительно наступают, но мы должны понимать, что за курдами стоит блок НАТО. Вот здесь позиция блока НАТО очень важна будет. И если блок НАТО, как Трамп говорит, кинет курдов, то курды будут идти я думаю, на переговоры с КВО как раз таки. Здесь стоит как раз таки, хотел вот этот момент немножко отметить, да, на земле, в политике и в целом в управлении здесь полностью независимо от каких-либо стран действуют мусульмане. Потому что сейчас разного рода теории заговора есть, разного рода разных там вариантов есть, которые там разные эксперты, не знаю, новостники преподносят, мол, это турки управляют или кто-то еще управляет. Ни в коем случае здесь турки сейчас будут идти как бы на переговоры с КВО, потому что КВО уже на уровень государства встает, да, и у меня есть твердые, четкие данные, то есть достоверные, да, что турки пытались мешать этой операции в начале ее. То
То есть, когда готовилась эта операция, турки вообще не хотели ее. Пытались всеми возможными способами надавить на ТВО и в целом на север Сирии. Это экономическая блокада была здесь, очень серьезная. Вот. Это разного рода давления были оказаны. Вот. Но через эти все давления прошли мусульмане здесь. И когда начинали операцию, они уговорили турков на то, что туркам вреда не будет от этого. И турки согласились, сказали, хорошо, то есть мы не будем вас трогать, но если что, вы на нас не рассчитываете, и так далее, да. То есть турки вообще здесь ни при чем. Из-за того, что они соседи, их... А эти узкожопые везде пишут, что это турки, блядь. А Майкл Наки говорит, украинцы помогли дроны там настроить. Другие, блядь, нахуй, говорят, что, блядь, эти вот эти контрабандисты, так скажем, учатся, блядь, по Ютубу, нахуй, управлять этими вертолетами узкожопых, блядь, или кого там вертолеты они взяли по дороге. Короче говоря, блядь, нахуй, верить нельзя никому, нахуй. Үзебез күзебез белән күрмәгән, нахуй, әллә нәрсә сәгенеп, монда кеше алдап ятуны файдасы юк дип уйлыйм. Поэтому то, что мы услышали, мы примерно должны, наверное, говорить вот примерно вот так, наверное. Примерно вот так, потому что Майкл Наки тоже примерно же сказал. И вот этот примерно я вывел на орбиту, нахуй, и вот он, блядь, 70 тысяч просмотров, блядь. Сейчас я не знаю, сколько уже там просмотров. Потом скажу. Предупредили и их осведомили, что операция будет, но как бы туркам от этого вреда не будет. Мы способны на это. Вот. Но турки где-то полгода они пытались остановить эту операцию. Чтобы вы примерно знали, да, турки пытались остановить, об этом нигде не говорилось, это массовое давление экономическое было, очень серьезное давление было экономическое, давление со всех сторон было, это давление там через беженцы, давление еще что-то, еще какие-то, но это не прокатило, не получилось, и здесь начали операцию, да. Поэтому, что касается турков, то я бы здесь не смешивал турков в качестве там управляющих здесь. Здесь вообще по-другому все. Турки управляют севером, где вот на Манбич идет наступление, они там управляют. И если бы они как-то хотели бы помочь, они бы начали операцию во время начала операции в Алеппо, да, чтобы как-то облегчить КВО. Но они этого не сделали, просто ждали, что будет. А когда увидели, что реально идет вперед, и сейчас они решили там, лавры, да, как говорится, тоже поучаствовать. Вот. А по моим данным, изначально не было такого участия, поддержки не было. Вот. Поэтому, чтобы наши зрители, наши братья и сестры, мусульмане знали здесь... Остановлюсь здесь. Вот это наш брат конкретный. Менің кебек, блядь, правдоруб, нахуй. Мен бит сізге айтып тұрам, блядь. Татаристы сраные, нахуй. Сізге түріклер никогда не помогут. Mana o'zini ko'rshisiga yordam bermagan. Turklardan siz narsada kutasizmi? И давайте напомним тогда в этот момент, сегодня как раз напомним, вот второй YouTube у меня тоже записывает все это. Уже декабрь месяц, что-то я не вижу, что турки зашли в Израиль. А то, блядь, все туранисты, гандоны, нахуй, на меня что-то орали, блядь. Они сейчас, блядь, помогут, Туран поможет. Коя Туран ваш? Где ваш сраный Туран, блядь? Коя меня, предъявите нахуй, соберитесь вот здесь, блядь, туранисты, блядь. Предъявите мне, где вы нахуй в Израиле? Декабрь уже, блядь, уже яңа ел нахуй. Иртәгә Дед Мороз килә уже, блядь, нахуй. Коя сез туранистлар, блядь, куттак сынıклары, блядь, нахуй. Берсегез юк, нахуй. Поэтому вякать не нужно, нахуй, со стороны Эрдогана, блядь, нахуй. Эрдоган, шундый сосыган гандон, блядь. Шундый юк, нахуй. Как и Путин, блядь. Такой же чмо, блядь, нахуй. Каждый в своем, блядь, тарелке варится. Поймите это, нахуй. Татаристы сраные, нахуй. Поэтому, еще раз айтам, нахуй. Кашаповка кутагамы куйып куйганмын, нахуй. Аида Абдрахмановага да, нахуй. Мен яулык урасын, нахуй. Заматашка сраная, нахуй. Лицемерка ебаная, блядь. Пошла она нахуй, блядь. Позорит, нахуй, татар, блядь. Сиккенмен андай татарларны, нахуй. Кутакада керекме андай татарлар, которые, нахуй, рубятся через кого-то, нахуй. Үзеңне күтеңә җавап бир. Жәлләп, үзеңне күтеңә җавап бир. Күтләкләр сраный, нахуй. Баш хөрмәстән, блядь. Башкортка да айтам аны, нахуй. Татарга да, блядь. Күтеңә җавап бирергә өрән, нахуй. Өрән, блядь, нахуй. Уже инәңне карыннан өзелеп төштеңме, блядь, нахуй. Уже үзеңне күтеңә җавап бирергә син тиешсең, блядь. Манкаң киптеме, уже күтеңә җавап бирәсең уже, блядь.
Shunlarga, блядь, turig'iz нахуй, bosig'iz, блядь, нахуй. Men sizni olib boram. Men sizni olib boram, блядь. Еще раз, блядь, qaytarib aytam. Bora bilmasangiz Moskvaga, men sizni olib boram. Men буду вашим навигатором, нахуй. Живым, блядь. До конца полностью операция руководится мусульманами на земле. Политикой руководят мусульмане, опять-таки здесь, внутри. Извне пока никаких связей нету. Есть связи определенные с соседями, мол, от нас вам вреда не будет. Как с Ираком, например, как с Ливаном, да, как с Иорданией, что мы не хотим на вас нападать или еще что-то. Мы не какие-то бандиты. Мы мусульмане, которые хотят освободить свою страну. И даже русским отправили месседж, да, о том, что мы не враги русским. Просто уходите от нас. Мы не будем с вами воевать или еще что. Но если вы не уйдете, то мы готовы на это. И разного рода вот такого рода политический месседж было отправлено всем игрокам здесь и даже Ирану, насколько я знаю, было отправлено, мол, уходите здесь, отсюда. Вот. Да. И дали возможность как бы отвести свои силы. Насколько я понимаю, это опять-таки уже с моей стороны, да, насколько я понимаю, затяжка вопроса Хомса связана с тем, чтобы русские оттянули свои силы в Тартус. Это, насколько я понимаю, официально ничего нету. Вот. Чтобы русским дать спокойно выйти отсюда. Потому что воевать с русскими там, или их еще провоцировать, или идти на конфронтацию в планах сейчас нету у КГУ. И они в открытую говорят, мы не хотим ни с кем из внешних государств воевать сейчас. Оставьте нас с режимом Асада наедине. И вот... Спасибо, брат. Извини, пожалуйста, у меня просто тут, я спутал с временем, у меня эфир. Сейчас мне надо перескочить на канал «Дождь». И благодарю тебя, и не будем, соответственно, прерывать нашу связь, наше взаимодействие. Как только начало влезть в Дамаск, мы обязательно выйдем и пригласим тебя. Спасибо за то, что ты всегда откликаешься, дорогие друзья. Делаем дуа, подписываемся и как бы соучаствуем. Спасибо вам. Понятно, короче. Суть дела мы поняли. Короче говоря, конкретно все нам изложили. То, что там творится. Значит, наша задача взять этот пример, взять в руки, как говорится, оружие и идти. Все, только шулайгана. Другого варианта мы не видим. Другого варианта я не вижу. Я предполагаю вот так вот. Поэтому на этом, короче, туганлар, пока думаю закончить эту тему, потому что 2 часа 35 минут уже идет. Я здесь несколько раз выключал другой YouTube и перезаряжал его, чтобы этот нарсакей кусочками люди смотрели, не заебывались по 5 часов смотреть. Теперь будем вот так делать, наверное, перезаряжать будем. Каждый там час-два будем выключать, заново заходить буду и таким образом будем делать. А в данный момент пока давайте передышка. Когда орет вот этот динамик, я не могу намаз читать, поэтому, как говорится, пока временно выйдем и потом зайду попозже. Все равно иртага якшанба, и как бы кеше юкламаз деп ойлаймын, бары кимдир утырга может. Хазыр 6-дан 30 минут үтә, ну 1-2 сағаттан соң может мен кіремін, Алла берсе. Анага хәтле как раз и ошарга да пишер, туда-сюда я уже закинул, короче, все. Шулай, дуслар. Поэтому давайте хайрлашып турабыз. Рахмат кем утырган. Мына 8-9-10 кеше утырды где-то до конца деген кебек, мына 5 кеше утыра. Рахмат сезге зур. Но максимально торатыгыз, максимально мына шуны ничектер жеткизегез башкорт һәм татарларга. Мен теге алама сүләгән җирләремне, как говорится, сами знаете, как преподносить людям, потому что если с вами, как говорится, сюсюкаться, да, ведь мы ничего не добьемся. Я исхожу от того, что каждый момент наш, да, ведь это ценный наша жизнь. Безне минутлар кетіп бара, біз қортаябыз, өліп кетерге может біз даже бір қоя бармастан, как говорится, не дейді, соғышқа да бармастан өліп кетерге может біз. Просто сүлеп кене. Шонарға тезірек қымылларға керек, тезірек сілкінерге керек, и Мәскеуге бастырып барыға тиіш біз.
Мына бу кешеләр шундый ук безнең кебек кешеләр. Шулай ук аягы бар, кулы бар, барып китеп баралар бит, куркмастан китеп баралар. Чөнки алар Аллаһка тәвәккәл кылып чыкканнар. Без дә Аллаһка тәвәккәл кылып, как говорится, намазларны укып, дуа кылып чыга торган булсак, без Мәскәүне 3 көндә алабыз. 3 көндә. Мына булар уже 2 атна диделәрме, ничә? А так, по идее, мы слушаем только это, неделю только слышим об этом. По идее, прям разгарно, да, неделю где-то слушаем. Вот в течение недели они взяли километры земли они взяли. Это получается, Москва бару километр, это 2 раза они уже обкрутили. Получается, они обошли с Чечни, грубо говоря, до Владивостока. Эту дорогу они взяли, я так предполагаю. Но потом будем, кулома телефон тися, будем смотреть по карту ихнюю, как они проходили. И размер, масштаб, конечно, я не увижу этого, но предположим, примерно будем считать так, что от одного города на сколько километров между ними. Всяко там пустыня, там не может быть оно рядом. Я не представляю, чтобы оно притык было там. Казан-Уфа, не может быть там. Пустыня, да, километрами, я думаю, города находятся от друг друга там. Я так думаю. Имеется в виду главные города. Ауыл түгел. Шунарга шуны белән, короче, хәерләшеп торабыз, потом соңрак керәм мин, потому что, во-первых, кеше дә чыгып китте, икенчедән перекур типа делаем, и потом, иншаллах, зайдем дальше. Вот так, я с телеграма будем читать новости, более подробно будем добивать, потому что шәмбә как раз кеше йокламаска тиеш дип уйлыйм, и бәлкем керерләр. А аудиторию, конечно, я жду Башкортостандан һәм Татарстандан. Так что, как говорится, можете сейчас йоклабаларга, а потом чыгыгыз эфирга. Будем, как говорится, обсуждать обо всем. И самое главное, мына комментарийларда бик ямсыз язганлар кешеләр күп икән, мен заебался удалять их. И мына шу комментарийда тоже интересно было бы, если вы писали бы с ними как-то, вели бы какие-то разговоры, в чем ихние вот эти мотивы, которые мне пишут они, вот эти комментарии, чтобы вы как-то их, так скажем, комментировали тоже, почему они так мыслят, почему это все вот это происходит у этих комментаторов. Само собой, это узкожопые пишут там херовые вещи, но вот как бы пояснять, в чем проблема ихняя, в чем, как говорится, я не прав, так скажем. Шулай, дуслар, шунарга мен туктатам. Исән сау, попозже увидимся, иншаллах. Рахмат.